Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф АТР». Голос Крыма мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Выкладываем все наши программы, выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка там поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну что ж, поехали. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы государства. Сообщается, что Кабинет министров Украины должен разработать план реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят и реализуют меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции Крыма. Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму. Координировать исполнение стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма должен Совет национальной безопасности и обороны Украины, а не Кабинет министров, сообщает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Прочитав оприлюднену вчора стратегію щодо Криму. Аналізувати її без закритої частини немає сенсу. Багато правильних декларацій, але майже нічого, крім судових позовів, щоб посилювало тиск на Росію і примусило Путіна почати розмову про Крим. Можливо, закрита частина цікавіша, але один принциповий момент видається фундаментальною помилкою. Не можна віддавати підготовку плану реалізації стратегії Кабміну. Все тоне у нашій бюрократії. Крім того, Кабмін не може координувати, наприклад, спецслужби, без яких годі й підступатися. Вся координація виконання стратегії має бути саме в РНБО, як, до речі, і наша стратегія та тактика стосовно Донбасу. Кримсько-татарський громадський та політичний діяч Арсен Жумаділов зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Арсен, ассаляму алейкум. Арсен, что вы поняли из этой стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма? Во-первых, если мы говорим о составляющей, которая касается прав и интересов крымского татарского народа, то эта стратегия не о правах и интересах крымского татарского народа. Вопрос заключается в том, стоит ли на нее смотреть как на такую, которая должна была их регулировать и обеспечивать. На мой взгляд, нет. В данном случае мы говорим о стратегии украинского государства в отношении обеспечения своих интересов касательно восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета над всей территорией Украины. Если мы говорим сугубо в таком узком понимании, то, на мой взгляд, данная стратегия – это хороший документ. Он должен был давно быть принят. Хорошо, что он принят сегодня по принципу «лучше поздно, чем никогда». Насколько он будет качественно исполнен, зависит от того, насколько исполнительная власть готова к тому, чтобы действительно включиться и реализовать данную стратегию на практике. Некоторые оценки, которые были даны данной стратегии со стороны крымско-татарских общественных деятелей и активистов, как по мне, исходят от завышенных ожиданий, что кто-то за нас, за крымских татар, будет писать стратегию нашего народа, развития нашего народа, обеспечения наших прав на ближайшие годы. Это задача, которую нам нельзя с себя снимать и на кого-то перекладывать и ожидать, что она будет кем-то выполнена.
В разделе «Ожидания», ожидаемые результаты, есть такой пункт, я его зачитаю, и хотела бы, щоб ви його прокоментували. Відновлення та забезпечення прав представників кримсько-татарського народу та інших корінних народів національних меньшин. Что это означает? Что вы поняли с этого пункта? Какой вывод нам нужно делать с этого пункта? С этого пункта, я думаю, единственный вывод, который нам стоит сделать, заключается в том, что те наши соотечественники, которые сегодня работают в органах государственной власти, они действительно постарались с тем, чтобы упоминание о крымско-татарском народе появилось в разделе «Ожидаемые результаты». И, наверное, это это главный вывод из того, что мы видим в данном разделе, потому что на самом деле то, что указывается, что в результате реализации стратегии будут восстановлены права крымско-татарского народа, но при этом направление деятельности указывается лишь бегло о культурных правах крымско-татарского народа, являются симптоматичными и указывают на то, что на самом деле целостно и системно реализация прав крымско-татарского народа заниматься в рамках реализации данной стратегии не будут. Скажите, а как вы думаете, почему не внесли ряд принципиально важных вопросов для крымских татар, предложенные Меджлисом? Потому что, еще раз говорю, это стратегия украинского государства по восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета. Как стратегия украинского государства, это абсолютно нормальный документ, с которым, я уверен, можно работать. Мы, крымские татары, не должны делегировать стратегирование вокруг своих прав и интересов кому бы то ни было. Это наша задача. Мы должны сами выписать нашу стратегию. И в той части, где реализация нашей стратегии будет зависеть от украинского государства, уже конкретно говорить о том, какого вида помощи или содействия нам необходимо получить от Украины для того, чтобы реализовать нашу стратегию нашего развития, которой, я напомню, у нас нет. И вот если говорить о плане реализации этой стратегии, которую подписал президент, его сейчас получил кабинет министров. Я вот хотела бы все же понять, как он будет работать в дальнейшем, что с ним будут уже делать в кабинете министров Украины. Каждый министр будет разрабатывать свой сегмент. Вот что будет дальше? Как это будет выглядеть? Разработка законопроектов, постановлений, что? Ну, вот именно так, как вы сказали. В теории это должна быть разработка законопроектов, проектов постановлений и приказов соответствующих органов исполнительной власти. Как это будет реализовано на практике, вопрос открытый, на который сложно дать ответ по состоянию на сегодня. Мое пожелание и ожидание, наверное, что в рамках реализации данной стратегии как минимум будет восстановлено и обеспечено бесперебойное финансирование группы каналов АТР. Это действительно важно, потому что мы можем сколько угодно писать правильные вещи на бумаге, но если мы не обеспечиваем доступ наших сограждан, которые проживают в Крыму, к информационному контенту, то, наверное, мы как минимум непоследовательны в том, что мы делаем. И последнее, Арсен Ага, насколько я понимаю, эта стратегия рассчитана на 5 лет. Верите ли вы в то, что на протяжении 5 лет эта стратегия будет выполнена? Если мы говорим об ожидаемых результатах, например, в части восстановления прав крымско-татарского народа, то за 5 лет оно точно не будет выполнено. Что касается остальных ожидаемых результатов, то там я не увидел количественных показателей, в сравнении с которыми можно будет замерить фактическое исполнение, дать оценку, выполнена ли стратегия. Там достаточно размытые формулировки, которые, в принципе, позволяют через 5 лет сказать, как то, что стратегия была выполнена, так и то, что она не была выполнена. Это будет, наверное, зависеть от того, кто будет у власти через 5 лет.
Чохсагол нас. Арсен Жумадилов был с нами на прямой связи. Кримсько-татарський громадський та політичний діяч. К нашому ефіру зараз приєднується Михайло Бесараб, політолог, співкоординатор громадського об'єднання руху по капітуляції. Пане Михайло, вітаю вас, селям алейкум. Доброго дня. Как вам стратегия по деоккупации и реинтеграции полуострова? И действительно, почему так мало конкретики и так много декларатива? Ну, мабуть, це пов'язано передусім з тим, що українська влада приділяє дуже багато уваги піар-ефекту від своїх дій, так, і навіть існує такий мем про фішечки, так, тобто наш президент, як людина, яка прийшла з шоу-бізнесу, природньо вимірює ефективність тих чи інших дій кількістю згадок в засобах масової інформації, мабуть, після певних рішень або кроків. Як на мене, це в корні неправильний, хибний і дефектний підхід. Насправді, мені здається, що ось ми заходимо в дуже такий виходимо на дуже небезпечний шлях, коли ось ця ідея і з Кримською платформою, і з цією стратегією, про яку ми зараз з вами говоримо, може бути спрямована якраз от на досягнення максимального піар-ефекту, але аж ніяк не на досягнення реального результату. Насправді, ви знаєте, для стратегії повернення Криму не треба вигадувати, значить, якийсь велосипед чи якісь неймовірні ноу-хау. Необхідно відштовхуватись від того, що Крим є окупований Росією, так, і на території, яку окупувала Росія, держава-агресор і окупант систематично порушує права людини. А окупація півострову є міжнародним кримінальним злочином. Ось це є засаднича позиція, від цього ми повинні відштовхуватись і підбирати засоби для повернення Криму. Якщо міністр закордонних справ України, чи президент України, чи прем'єр, або будь-хто інший буде сьогодні нас переконувати, що ось шляхом проведення якихось круглих столів, чи нехай навіть представницьких міжнародних зібрань, форумів можна буде повернути Крим, давайте будемо відвертими. Треба казати, що це обман, це брехня. Цього не станеться, тому що ми розуміємо, наскільки важливим є питання Криму для Росії, так, і особисто для Путіна. Що треба робити для того, щоб Крим повернути? Насправді повернути, так? Необхідно тут відповідей не так, тобто тут не так багато інструментів, так, але ми повинні розуміти, тобто ми повинні підбирати ті інструменти і акцентувати свою увагу і докладати своїх зусиль до тих інструментів, які працюють. Які інструменти працюють? Працює інструмент санкцій. Так от Україна повинна докладати максимальні зусилля, щоб міжнародне співтовариство разом з Україною застосовувало до Росії такі санкції, які б завдавали нашому ворогу величезних втрат, так, які б змушували. Тобто ми повинні створити такий санкційний тиск, такого масштабу і такої сили, який би змусив Росію відмовитися від збройної агресії проти України і змусив би Росію покинути окуповані нею українські території, в тому числі і Крим. Друге Скажите, питання. а вот реализация вот тех прописанных пунктов в этой стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма может заставить сесть Путина за стол переговоров и вернуть Крым? Ви знаєте, я чув багато оцінок на адресу цього документу, і моя особиста думка, і думка багатьох моїх колег полягає в тому, що дуже багато декларативних заяв, так, і, скажімо так, видавання бажаного за дійсне. Насправді, я хотів би повернутися до нашої розмови і сказати, що ми не повинні вводити в оману ні мешканців Криму, ні тих людей, які були змушені рятуватися, так, втікати з окупованого Криму, щоб врятувати собі життя і своїм рідним. Ми не можемо вводити в оману ні всіх українців, ми не можемо вводити в оману міжнародне співтовариство. Усі заходи з популяризації, так, теми Криму, проблеми Криму на міжнародній арені – це все плюс. Але набагато більш дієвим є санкційний тиск на Росію, його посилення. І тому всі заходи публічні, форуми, Кримська платформа і так далі, передусім повинні бути спрямовані на те, аби переконати міжнародне співтовариство істотно посилити санкційний тиск на Росію. Це перше.
Друге, Україна повинна полишити хибну тактику, чи одне з ключових базових положень так званого мінського переговорного процесу, так в якому йдеться про Донбас. Те саме стосується і переговорів в нормандському форматі. На жаль, в Мінську і в Нормандії Росії вдалося нав'язати переговори за участю наших міжнародних партнерів, коли йдеться про звільнення Донбасу, але жодним чином не ведеться мови про звільнення Криму. Це хибна історія, яка триває з моменту початку війни. Тобто і в переговорний процес треба перевернути. І необхідно говорити про звільнення і Донбасу, і Криму одночасно. Безумовно, тобто і пункт третій, Україна повинна посилюватись зсередини для того, щоб діждатися моменту, коли ми будемо настільки сильними, а Росія настільки слабкою, коли Україна зможе відповідно до міжнародних стандартів і українського законодавства відновити конституційний лад на окупованих сьогодні територіях. Ось стратегія з 3 пунктів. Нічого не треба вигадувати. Давайте подключим еще к нашей беседе Євгена Глобистова, професора кафедри екології Києво-Могилянської академії та радника голови Кримсько-татарського ресурсного центру. Він зараз на прямому зв'язку з нами. Пане Євгене, вітаю вас, селям алейкум. Алейкум ассалям. Доброго дня. Читали ли вы документ стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма? Понравился ли он вам? И понимаем ли мы, в каком виде мы будем возвращать Крым и получим Крым после его освобождения, исходя из этого документа? Дякую за ваше питання. Я читав цей документ, він достатньо декларативний. Я погоджуюсь з попереднім доповідачем про те, що він має скоріше таку візію наших очікувань і ідеальних бажань, аніж конкретної стратегії саме деокупації. Направду, цей документ не про деокупацію Криму, а про наше ідеалістичне, таке ідеальне бачення, як би ми хотіли, щоб цей процес відбувався. Це трошки різні речі. Процес деокупації Криму має тривати системно, постійно і щоденно. Абсолютно чітко, що ми маємо пов'язати процес деокупації Криму з усіма процесами деокупації території України і повернення і відновлення територіальної цілісності України, незалежно від того, чи то є Донбас, чи то є Крим. І на сьогодні Крим виключений з такого загального дискурсу, з загального обговорення на міжнародному рівні, ніби він відкладений на якесь там щасливе далеке майбутнє. Це категорично невірно. І що стосується самої стратегії деокупації, як вона сьогодні існує. Ну, давайте подивимось на її конкретні пункти. Ну, наприклад, позиція там 19, да? Стосовно того, що Україна вживає всіх необхідних заходів щодо громадян України, які проживають, тих законних інтересів, які проживають на непідконтрольній території. От як це зробити? Це визнати неправомірними всі акти стосовно нерухомості, стосовно майна, стосовно інших дій, які сьогодні і відбуваються на протязі останніх років на території Криму. Ми їх визнаємо такими, що не мають правової чинності. Тобто ми їх не визнаємо апріорі. І направду це дуже така цікава правова колізія, як далі з нею виходити після повернення Криму до України. Ну, чи інша, наприклад, 61-ша позиція, що Україна створена на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на тимчасово окупованих територіях, сервісні центри, надання адміністративних послуг і так далі, і так далі. Слухайте, а що нам заважало за останні роки зробити цей перетин тимчасового кордону зручним, комфортним для громадян України? Ну от яка така велика проблема була з цим пов'язана? Ну, я знаю, що всі громадяни України, яка в силу тих чи інших обставин вимушені перетинати кордон, тимчасовий кордон між Україною та Кримом, стикаються з численними незручностями. Направду, це технічне питання скоріше, ані стратегічне питання. Я на це хотів звернути увагу. І остання позиція, яка просто мене дуже вразила, 62-га позиція стратегії стосовно екологічної політики. Екологічна політика мені близька безпосередньо. Тобто Україна вживає заходів для продовження здійснення моніторингу навколишнього середовища на тимчасово окупованій території. Таке інше. Слухайте, а яким чином вона це може зробити?
ми не допущені на цю територію. Ми це можемо зробити тільки дистанційним зондуванням, наприклад, або з урахуванням тих даних, які сьогодні офіційно висловлює чи так чи інше пропагандує Російська Федерація. Тобто, як нам конкретно зробити незалежний, національно виважений моніторинг навколишнього середовища на теренах Республіки Крим? І направду саме в такому формулюванні ця позиція є відверто декларативною, а не активною. І от для мене взагалі вся ця стратегія, вона переповнена декларативними заявами. А саме, як мені б хотілося це бачити, це якась конкретна покрокове послідовне усвідомлення, тобто дії, як нам відновити територіальну незалежність и целостность Украины. Я вот почему спросила, видите ли вы после прочтения этого документа то, каким будет полуостров, потому что для себя я вот на некоторые вопросы конкретных ответов в этом документе не нашла. К примеру, я не совсем понимаю, исходя из этого документа, что будет с теми людьми, которые незаконно заехали на территорию временно оккупированного полуострова, тем самым легитимизировав оккупацию полуострова. Вот что будет с этими людьми, мне непонятно. Что будет с отжатым имуществом граждан Украины, исходя из этого документа, мне непонятно. Что будет с незаконными приговорами и так далее. Мне кажется, это довольно принципиально важные вопросы, нет? Стратегії 19-й пункт, я з цього почав свій виступ. Україна не визнає, як я розумію, жодні правові стосунки, відносини і акти, які здійснені на непідконтрольній території. Тобто, формально це означає, що вся набуття прав на нерухомість, на якесь інше майно на території непідконтрольної Україні за час відсутності юридичного контролю за цією територією, тобто за час окупації, є неправовими. А як це буде реалізовано в практиці, про це жодної позиції, жодного тлумачення немає. Тобто, або ми визнаємо всіх переселенців до Криму незаконними і просимо їх повернутися до місць постійного проживання на території Російської Федерації, або в який інший спосіб ми тоді з ними будемо поводитись. Як на мене, то це принципове питання, тому що Україна має, по-перше, дотримуватись забезпечення прав українських громадян на території Криму, ті, які мають українські паспорти, мають українське громадянство і вимушені були взяти тимчасово російське громадянство для здійснення своєї об'єктивних процесів життєзабезпечення і життєдіяльності. А що стосується переселенців, то, мабуть, треба в стратегії чітко вказати, що після відновлення територіальної цілісності України ми їм всім скажемо там до побачення, як кажучи. Але тоді ми стикаємось з цілою купою правових проблем, і на то сьогодні немає чіткої відповіді. І це проблема для стратегії. Пане Михайло, вот еще что хотела спросить. Каким образом возложили разработку мероприятий и реализацию стратегии по деоккупации на Кабинет министров Украины, когда ни СБУ, ни разведка не подчинена Кабинету министров? Ой, дуже багато питань, звичайно, до самої стратегії, і до шляхів її втілення в життя. Ви знаєте, на превеликий жаль, мені здається, цей документ залишиться нереалізованим. Так, можливо, лише в якійсь незначній мірі. Тому що справді там закладено дуже багато положень, які для яких не існує чітких критеріїв ефективності виконання, так, або які просто нереалістично виконати. Ви знаєте, я от хотів би повернутися до попереднього запитання, яке ви ставили пану Євгену, що стосується, значить, правових наслідків окупації людей, які заїхали туди з Росії. Ви знаєте, Україні сьогодні дуже сильно бракує законодавства про спеціальний перехідний період чи спеціальний період після деокупації півострова, деокупації Донбасу. На жаль, війна триває 8-й рік, так, і станом на сьогодні ми не маємо відповіді на
який режим буде застосований до звільнених від російської окупації територій. Це в тому числі і питання, значить, цих нових громадян, цих невизнаних республік, чи там я маю на увазі про Донбас, чи людей, які отримали відповідні документи для проживання в Криму і були завезені з Росії. І інші, ну, тисячі, десятки тисяч правочинів, які вчинені на окупованій території. Зрозуміло, що, от знаєте, коли зараз нам говорять про те, що ось ми повинні якнайшвидше провести вибори на сьогодні окупованих територіях, це дуже погана, хибна логіка, тому що вибори повинні бути не початком процесу деокупації і реінтеграції цих територій до України, а фінальною точкою цього процесу. Насправді, сьогодні окуповані території потребуватимуть 5, можливо, 10 років або більш тривалого періоду спеціального режиму, деокупаційного режиму, коли значить, у чітко вибудованій вертикалі за чітко вибудованою управлінською вертикалю можна буде оперативно вирішувати сотні, тисячі, десятки тисяч проблемних питань, які створила окупація цих територій. І, на жаль, я наскільки знаю, ну, по-перше, ні попередня Верховна Рада таке законодавство не ухвалила, і в сьогоднішньому скликанні Верховної Ради бажаючих не так багато, тому що такі проекти існують. Зокрема, робоча група на чолі з професором Василенком розробила проект такого законопроекту. І я входив до цієї робочої групи, і ми зверталися до цілої низки парламентських фракцій, ну фактично усіх, окрім ОПЗЖ, парламентських фракцій, щоб вони ініціювали подання цього законопроекту. Але, на жаль, я не знаю, з тих чи інших причин, ну, такого бажання немає. Ні в «Слуг народу», ні в «Європейської солідарності», ні у фракції «Голос». Тому це проблема насправді. І її не можна відкладати на колись. Тому що звільнення Криму може відбутися, як і Донбасу, в будь-який момент. Ми не знаємо, що буде з Росією. Через півроку, через рік, тим більше через 2-3. Все може статись дуже раптово. А у нас не буде відповіді на питання, що робити на деокупованих територіях. Продолжая обсуждать вот эту стратегию по деоккупации и реинтеграции, я бы хотела обратить наше внимание еще на один пункт. Крымская платформа должна стать ключевым внешнеполитическим инструментом объединения международных усилий по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины, преодоления последствий временной оккупации Российской Федерации полуострова и защиты граждан Украины. Пане Евгене, относительно крымской платформы, поможет ли крымская платформа актуализировать вопрос Крыма и деоккупировать его? Ну, по-перше, добре, що вона взагалі-то є. Це певний шанс для того, щоб ми вирішили проблему деокупації, вирішили проблему Криму. Але головна проблема в тому полягає, тут я погоджуюсь з паном Михайлом, в тому, що ми не маємо візії, ми не маємо бачення, як нам саме інтегрувати Крим до України після завершення його окупації. В нас немає ані стратегічного бачення, ані тактичного бачення, що ми будемо далі робити з цією ситуацією. І з станом довкілля, і з населенням, інфраструктурою, економікою, і всіми тими проблемами, які Україна отримує в спадок від шаленого, як то кажуть, нераціонального і загарбницького господарювання Росії на території Криму. А що стосується Кримської платформи, ну на сьогодні це дуже такий сирий проєкт. І я поки не бачу в межах Кримської платформи якихось конкретних кроків чи заходів стосовно того, як ми будемо здійснювати процес деокупації Криму, і що буде далі, чи будуть наші партнери нам в тому допомагати, в який спосіб, яким чином, на яких засадах. Тобто, направду, тут більше питань, ніж відповідей. Ну, Украина ориентирована на политико-дипломатический путь возвращения своих территорий, усиления санкций в отношении России. Можем ли мы хотя бы рассчитывать на то, что в рамках Крымской платформы будет разработан некий новый механизм давления на Россию совместно с нашими западными партнерами? Пане Михайло. Для того, щоб ми очікували на якийсь результат, ми повинні мати вже сьогодні. Так, от, наприклад, до проведення Кримської платформи українська влада повинна напрацювати, наприклад, пакет санкційних рішень
додаткових, які Україна пропонуватиме міжнародному співтовариству застосувати до Росії за окупацію Донбасу і окупацію Криму. Так, це перший пункт. Другий пункт, і, до речі, не вирішене питання. Ось пан Євген говорив щойно про збитки, завдані агресією, окупацією. На превеликий жаль, ви знаєте, ось питання створення відповідної державної інституції відкладається. Я маю на увазі відповідної державної інституції, яка б займалася підготовкою консолідованої претензії України до Росії. Консолідована претензія – це документ, в якому було б узагальнено і систематизовано, а також обчислено розмір збитків, яких завдала російська агресія і російська окупація. Про цей спеціальний державний орган уже йдеться роками. Але, на жаль, і нині там, у Верховній Раді вже понад рік в шухлядах припадає порохом відповідний законопроект. А таке враження, що ні парламент, ні уряд, ні президент не поспішають зі створенням такого органу. І я знову ж таки повертаюся до питання. От уявімо собі, що за рік війна, тобто агресія Росії проти України і окупація наших територій закінчиться. У нас є відповідь на, у нас є готова цифра, яку ми зможемо задекларувати і українським громадянам, і міжнародному співтовариству. Скільки Росія винна Україні за збройну агресію і окупацію наших територій? Експерти обчислюють, так, і ці цифри коливаються від, тобто там навіть порядки коливаються від кількох десятків мільярдів доларів до кількох сотень мільярдів доларів. Так, все залежить від методики обчислення і так далі. Але, на жаль, це поки що роблять тільки експерти, українські і закордонні. А от українській владу це питання не цікавить. Але ви розумієте, це надзвичайної ваги проблема і питання, тому що якщо кажуть, що критерієм, завершення війни окупації буде той момент, коли Росія покине ці території. А в мене зразу виникає зустрічне запитання: друзі, а що ми будемо робити зі знищеними окупованими територіями Донбасу, Криму? Адже справді, ось пан Євген краще за мене знає і може розповісти, наскільки погіршилася екологія на території півострова, і яких збитків завдала ця окупація. І вибачте мені, одномоментно ось тягар відновлення цих сьогодні окупованих територій може лягти на плечі України. А якщо йдеться про десятки мільярдів доларів, я не кажу вже навіть про сотні. Це непідйомна сума для України. Просто може похоронити нашу державність. Тобто масштаб проблеми, яку створили росіяни, може поховати нашу державність. Тому що ми просто будемо не в стані самотужки вирішити ось ці проблеми, які вони нам залишать. І ось відповідь. Тобто, і ось коли ми говоримо про Кримську платформу, я б хотів запитати президента Зеленського: а що у нас з консолідованою претензією, пане президенте? От ви зараз ось зможете мені сказати, громадянину, скільки Росія винна Україні за агресію та окупацію? Впевнений, у президента немає цієї цифри. Пока мы еще определяемся с цифрами ущерба, в Крыму уже посчитали, кстати, ущерб водной блокады Крыма и даже уже готовы подавать иски в суды. Об этом сообщил так называемый, председатель оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов. Он сказал, что иск против Украины за перекрытие Северокрымского канала планируется направить в суд в ближайшее время. Они посчитали ущерб в 1 триллион рублей. Вот его цитата, давайте послушаем. В этом полугодии будет подан иск. Надеюсь, что до конца второго квартала мы будем в суде. Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо России. Пане Евгене, что значит проходить, проезжать, пролетать мимо Крыма, мимо России? Как вы оцениваете это заявление? Я оцінюю іронічно. Я вважаю, що треба ще вважати все, що пролітає в космосі, все, що пролітає в галактиці, теж над Росією пролітає, теж треба затримувати і використовувати виключно в інтересах пана Путіна. Це абсолютно безглузда заява, тому що вона не має нічого спільного з реальністю. Перекриття Північно-Кримського каналу – це є виключно українська компетенція, яка не має жодного відношення до Росії, тому що Україна не визнавала, не визнає і не планує визнавати анексію Криму як територію Російської Федерації.
Таким чином ми можемо перекривати будь-який канал в межах своєї території, своєї компетенції. В нас немає ніякої домовленості з Російською Федерацією стосовно функціонування Північно-Кримського каналу і не може бути, тому що ми не визнаємо анексію Криму. Я думаю, на цьому треба поставити крапку. А щодо затримання будь-яких активів України на території Російської Федерації, то це вже справа зовсім іншого судового розслідування, іншого судового позову, яка знов-таки не має нічого спільного з анексією Криму. Я вважаю, що пан Константинов, який має величезний бізнес-інтерес на території Південного берега, мы прекрасно понимаем, что вот этот юридический, этот иск оккупантов, он абсолютно ничтожный и бесперспективный. Тогда на кого ориентированы вот эти заявления Константинова? На росіян, виключно на внутрішнього споживача. Це піар-компанія, це пропагандистська компанія. Есть ли сегодня какая-то альтернатива, которая бы могла компенсировать те миллионы кубометров воды, которые поступали в Крым через Северокрымский канал? Так, вона є. Це кардинальне зниження водоспоживання військово-промисловим комплексом Росії на території Криму. Виведіть, будь ласка, свої війська, знижте водоспоживання для військових навчань, для військово-промислових потреб, і ситуація з цивільним населенням буде кардинально іншою. Но, видимо, они на это не идут, учитывая, что недавно на востоке Керченского полуострова было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техники. Как сообщили очевидцы с временно оккупированного полуострова, днем тяжелая военная техника следовала по трассе Таврида от Керчи вглубь полуострова. Ну а вот министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства сообщил, что к концу года 56-ю десантно-штурмовую бригаду перереформируют в 56-й десантно-штурмовой полк. Руководство Минобороны планирует его разместить в Феодосии. Давайте послушаем его цитату. В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание 3-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове. К концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду, 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии. Пане Евгене, мы видим, как оккупанты продолжают милитаризацию полуострова в интенсивной такой форме. Что, кому они хотят этим показать? Что мы можем с этим делать? Ми нічого не можемо з цим робити. Це виключно внутрішня політика, це пропаганда військової потужності Росії для згуртування населення навколо охорони спільних територіальних державних інтересів і таке інше. Направду Крим заповнений військовим непотребом, різним не дуже сучасним обладнанням, озброєнням. І це велика проблема для навколишнього середовища Криму, зокрема. І тому я вважаю, що це не має жодного військового значення, тому що, наприклад, військова присутність Туреччини в басейні Чорного моря в рази перевищує військові потужності Російської Федерації, а потужність країн-членів НАТО взагалі не співставна з російською присутністю у військовому плані. Тому я вважаю, що це все виключно елемент пропаганди і внутрішнього споживача. Дякую вам дуже, пане Євгене. У нас Євген Хлобистов був з нами на прямому зв'язку. Професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, радник голови Кримсько-Татарского ресурсного центру. Пане Михайло, мы видим, как в Крыму остается критическая ситуация с наполнением водохранилищ. Там высыхают водохранилища, там высыхают озера. Но, несмотря на это, российские оккупационные силы продолжают милитаризировать полуостров. Что мы действительно можем с этим делать? Можем ли мы как-то влиять на эти процессы, если у нас действительно такие рычаги? Ось якраз Кримську платформу треба використати для того, щоб дуже предметно, конкретно на прикладах довести міжнародному співтовариству, що Росія перетворює півострів на суцільну військову базу. Завдання Росії – витіснити звідти місцеве населення, заселити його своїми військовослужбовцями, наситити його максимально озброєннями, причому озброєннями в тому числі стратегічного
спрямування, яке могло б загрожувати не лише Україні, але яке могло б загрожувати не лише Балканам, до речі, але й багатьом іншим державам Європи, багатьом іншим державам НАТО і Європейського Союзу. Так, відомо, що Росія розконсервовує старі пускові шахти для ядерного озброєння. Так, про це йшлося неодноразово, і це доведений факт. Все це пов'язано з тим, що у Росії є звичайно марення, значить, використати Крим для нарощення своєї присутності не лише на Балканах, на Кавказі, загалом в Чорному морі, але й використати Чорне море для збільшення своєї присутності в Середземному морі. Так, ну і зрозуміло, ця, значить, мрія, яка ніколи не збудеться, російського керівництва, усіх російських імператорів і, значить, цих недоімператорів, яка полягає в тому, що от росіяни хочуть і мріють і марять забрати під свій контроль Константинополь, так, Стамбул, і теж, значить, звичайно, розглядає саме тому стільки уваги Путін приділяє Криму і мілітаризації півострова, саме через хижі загарбницькі плани в Чорному морі і в Середземному морі. Що стосується жахливої екологічної ситуації на півострові та інших, значить, інших випадків і прикладів порушення прав місцевого населення, то також Кримська платформа повинна стати тим місцем, де українське керівництво дуже підготовлено і аргументовано доведе до міжнародного співтовариства усі кейси порушення прав місцевого населення, так, тобто це і незаконні затримання, і катування, і переслідування, і примус до служби в Збройних силах Росії, і багато інших прикладів порушення прав громадян. Те саме стосується незадовільного екологічного становища на півострові. Відповідно до міжнародного законодавства, Росія як держава-окупант несе повну відповідальність, я наголошую на слові повну відповідальність за діяльності на окупованих територіях. І те, що в Криму погіршуються умови для проживання, я вже не кажу про інші злочини, які вчиняє окупаційний режим проти місцевого населення. Це все пряма відповідальність окупаційних адміністрацій, це все пряма відповідальність Кремля. Ось про що Україна повинна була б говорити на кримській платформі, тобто на майданчику Кримської платформи, і закликати міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії, те, що ми почали, щоб Росія якнайшвидше забралася з півострова. А поки Росія там знаходиться, міжнародне співтовариство повинно зробити все необхідне для примусу Росії до того, щоб окупаційні адміністрації припинили порушення прав місцевого населення, і щоб окупаційні адміністрації зробили все необхідне і все можливе, аби забезпечити життєдіяльність місцевого населення, життєдіяльність півострова. Це їхня пряма відповідальність. Пане Михайло, мы с вами уже несколько раз упоминали Донбасс. Я бы хотела продолжить наш эфир с этой темой и обсудить немного Донбасс и переговорные процессы, которые ведутся сегодня вокруг него. Сегодня Украина готова сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Также он добавил, что Украина подтверждает свою приверженность к режиму прекращения огня на востоке Украины. Вот его цитата. Я б не говорив про те, що перемир'я зірвано. Україна не зробила нічого, щоб могло свідчити, що ми вийшли з режиму припинення вогню. Нас постійно змушують точково відповідати на провокації. Віктор Толочко, полковник Національної гвардії України, комбат 1-го батальйону оперативного призначення НГО імені Кульчицького зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю Василя Малейко. Да, доброго дня. Можем ли мы сказать, что сегодня у нас на востоке Украины действует режим прекращения огня? Абсолютно. Всі домовленості, які вимагають від нас, від України з приводу припинення вогню і з приводу для того, щоб ми мали найменше жертв, як і ми, так і наші вороги, це Україною, керівниками військових частин, керівниками підрозділів зараз дотримується. Це однозначно. Питання в тому, що кому це вигідно. Якщо припинення вогню – це зменшення жертв,
це вигідно на даний момент тільки Україні, тому що якщо це буде дотримуватись, то це покаже про те, що Україна дійсно хоче перемир'я, Україна хоче для того зробити все для того, щоб ця війна припинилася. Звичайно, Росії на даному етапі це не вигідно, і навіть можемо робити висновки про те, що заявив президент Росії на останньому візиті, коли він був в Криму, на річницю приєднання Криму до Росії. Він чітко заявив про наміри Росії. Він висловив свою думку з приводу держав, які раніше були республіками Радянського Союзу, назвавши їх квазідержавами. Він чітко наголосив на тему, що про те, що хай всі пам'ятають, що він подарував нам, як і рештам країнам, рештам держав, певну свободу, певну незалежність, і це заслуга Росії. Тобто те, що Путін бачить Росію як майбутню імперію, це було чітко заявлено про те, що Росія не буде повертати назад свої агресивних намірах, і те, що вона відмовиться від тих територій, які вона зараз захопила, це однозначно було заявлено, що цього не буде. І зі сторони Росії цих кроків робити також не буде. Про домовленості, в частності, про ті кластери, які зараз головою адміністрації президента України було озвучено про той план, що є по кластерам зі сторони України, про пропозиції, які висунула Франція та Німеччина, і про ті допрацювання цих кластерів, які зробила Росія, зараз, звичайно, йдеться і активно йдеться. Велика різниця між тими пропозиціями, які висунула, тобто корективи, які внесла Україна, і в ці пропозиції, вони відрізняються від тих, які Росія вносить. Справа в тому, що основний акцент на ті пропозиції, які робить Росія з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі, говорить про те, що відносини мають бути між Україною, так, як державою, і між керівництвом ДНР і ЛНР. Тобто вона хоче вивести себе і в світовій спільноті заявити, що вона не є стороною конфлікту, що вони тільки посередники, миротворці, і зараз вони роблять все в політики як внутрішньої, так і в політики зовнішньої, для того, щоб показати світу, що Україна воює в себе на території, що це внутрішній конфлікт України, що Україна не хоче припиняти війну. А вони от такі білі, пушисті, вони висловлюють пропозиції, які постійно відкидає офіційний Київ. І ця сама інформаційна війна, скажімо, про те, що Київ не хоче миру, що Київ не хоче врегулювання конфлікту, розповсюджується також на територіях, які зараз не підконтрольні українському уряду. Тобто йде налаштування інформаційне населення, що Київ хоче напасти, Київ хоче розв'язати війну, що потрібно готуватися до відсічі бендерівців, відсічі фашистів, які знову прийдуть і будуть насаджувати якісь націоналістичні питання, які знову будуть примушувати когось там робити те, що комусь не подобається. Тобто вони в спільноті доносять питання, що є Україна, а є якоби ДНР і ЛНР. Це вже є такі держави своїм урядом, своєю структурою, своїми відносинами. І Україна має для погашення конфлікту, який є на Сході, так, вона має ввести ряд нових законів. Ці закони мають бути обговорені з представниками ЛНР, ДНР і затверджені Верховною Радою України, президентом України, тобто вивести вже ті території, які зараз на даний момент не підконтрольні, надати їм статус юридичний. Оце зараз спроба Росії. І разом з тим Росія цими кроками хоче війти в сторону і стати просто спостерігачем. Вот зараз вот такая ситуация. Скажите, а вот как вы думаете, на 7-м году военного вторжения России
в нашу страну. На 7-м году оккупации полуострова, на 7-м году войны на востоке Украины. Есть ли вероятность добиться мира в рамках переговорного процесса, даже если говорить про Донбасс, в рамках Минска? Значить, на мою думку, що наші дипломати зараз працюють, так. Але більше потрібно звертати уваги, працювати більше в напрямку зовнішньому. Тому що вплив загальної світової думки на роль Росії, так, в цій війні, на те, що вона має робити, на те, що світ має знати чітко, і ці факти мають бути доведені якраз українським дипломатами, що Росія є агресором, що Росія – це світовий терорист. Росія фінансує тероризм і в частності на території Східної України, що Росія є вбивцею, що останні 7 років російської політики, втручання у справи України привело до більше 16 тисяч жертв, як зі сторони мирного населення, так і зі сторони українських збройних сил і решта силових структур. Тобто справа дипломатів довести на світовому рівні, що Росія являється агресором. Росія ніколи не хотіла і не буде хотіти миру на Донбасі. Росія має на меті відтворення своєї імперії. Оце головне те, що зараз, на мою думку, мають зробити дипломати. Росія добровільно ніколи території Східної України, ніколи територію Криму добровільно не віддасть. Тільки примус, тільки формування загальної думки, що Росія є країною, яка країна зла. Думаю, тільки це може привести нас до успіху. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чохсагл, нас Віктор Толочко був з нами на прямому зв'язку. Полковник Національної гвардії України, комбат 1-го батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицкого. Пане Михайло, некоторое время назад мы слышали из уст главы Офиса президента Андрея Ермака, что готов план уже по урегулированию ситуации на востоке Украины. Его разработала Германия и Франция, и доработала Украина. После чего мы слышали заявления представителей РФ, которые говорили, что мы ничего не знаем, какой-то план. Нет, никакого плана нет, говорили они. Сейчас нам Алексей Арестович говорит, что нет, такой план есть, правда, мы его раскрывать не можем, потому что нас попросили наши западные партнеры. Что происходит? Мені дуже важко сказати, що насправді відбувається. Мені здається, що це чергова ситуація, коли нас намагаються, знаєте, десь водити довкола пальця. Насправді я давно втратив будь-які, сподівання на те, що чи то в нормандському форматі, чи тим більше на мінському переговорному майданчику можна досягти домовленостей про так зване припинення війни. Насправді Росія не для того окуповувала Крим і окуповувала частину Донецької та Луганської областей, щоб ось просто так взяти і звідти піти. Окуповуючи півострів і частину Донецької та Луганської областей, Росія хотіла скористатися цією спецоперацією для того, щоб досягти капітуляції України, фактично повернути тотальний політичний, економічний вплив Росії над Україною. Ось ключове завдання Кремля. І доки Кремлю не вдасться досягти цього завдання, війна триватиме, і загроза з боку Росії, існуватиме. Чи означає це, що це безвихідна ситуація для нас? Ні, це не означає, що це безвихідна ситуація. Україна повинна зробити все для того, щоб агресія Росії проти України, для того, щоб окупація наших територій обернулася для Росії такими втратами, такими колосальними втратами, які б поставили Росію на межу перед загрозою існування
самої Російської держави, так завдаючи будь-яких недружніх чи ворожих дій щодо України, Росія повинна нести величезні втрати. І тут йдеться не лише про збройну відповідь Росії, йдеться про механізми політичного і санкційного примусу Росії до згортання агресивної політики щодо України. Україна так само повинна чітко продемонструвати Росії, що і Кремлю, що спроби тиснути на Україну для того, щоб Україна ухвалила якісь зміни до Конституції, надала особливий статус Донецькій і Луганській області, для того, щоб Україна відмовилася від відновлення свого суверенітету на території півострова. Росіяни мають зрозуміти, що ці вимоги є безперспективними. Тобто жодного шансу змусити Україну піти на такі поступки у росіян немає. І це теж буде істотним демотиватором для Росії продовжувати агресивну політику проти України. А ось ці, знаєте, розмови про те, що там в Мінську, значить, якось перекроїли трохи мінські домовленості, а там, значить, домовилися, що десь ще відкриють КПВВ, а там домовились стріляти, а там не стріляти. Значить, домовилися звільнити там 10, 20 чи 30 нових заручників. Все це, розумієте, ось така дуже тактична метушня, в яку нас втягує Росія, для того, щоб завантажити нас в тисячі цих проблем і, змусити нас перестати системно мислити. Так? Тобто, насправді, щоб звільнити і півострів, і частину Донецької, Луганської областей, досягти від Росії компенсації збитків, завданих агресією та окупацією, ситуацію треба максимально спростити. Треба відійти на вихідну позицію і зрозуміти, чому Росія почала агресію, чому Росія окупувала частину наших територій і яка мета стоїть в Росії. Як тільки ми завжди будемо повертатися до цих питань і до відповідей на ці питання, у нас одразу ж на столі з'являтиметься відповідь на питання, а що треба робити. І ми з вами сьогодні про це говорили. Це зміцнення України зсередини, зміцнення оборонного комплексу України, нарощення санкційного тиску на Росію, стосовно Росії, так, значить, робота з міжнародним товариством, щоб збільшити міжнародний санкційний тиск, і популяризація, тобто донесення до міжнародного співтовариства інформації про те, у який спосіб Росія порушує права громадян на окупованих територіях, якого масштабу збитків завдала російська агресія та окупація. Тобто, і це все повинно постійно циркулювати в міжнародному дискурсі щодо України і щодо окупованих Росією територій. Дякую вам дуже, пане Михайло. Спасибо, Чох Сагун, що були з нами на протяжении часа. Михайло Бесараб був з нами на прямому зв'язку. Політолог, співкоординатор громадянського об'єднання «Рух опору капітуляції». А зараз до нас приєднується Вадим Трюхан, дипломат та член громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України в 2017-2018 роках. Пане Вадиме, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Алейкум ассалям, я тільки Трюхан. Так, добре. Не є членом цієї громадської ради, бо міністерства такого вже немає. Так, я ж сказала, в 17-18 роках. Это ж правильно, так? Добро. Давайте перейдем к международным новостям и обсудим вместе с вами их. Европейский Союз и США будут вести скоординированную политику в отношении России. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена. Вот их совместное заявление. Верховний представник Борель і секретар Блінкен відзначили свою рішучість в подальшому скоординовано реагувати на виклики з боку Росії, в тому числі на триваючу агресію проти України і Грузії, гібридні загрози, такі як дезінформація, втручання у виборчі процеси, зловмисну кіберактивність, мілітаристську риторику. Мы видим, как в последнее время Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Североатлантический альянс четко декларируют то, что Россия является главной угрозой мировой безопасности. Когда опустится железный занавес?
Насправді, мені здається, що холодна війна як така, якщо ви на це натякаєте, вже йде. Остаточно вона оформилася заявою президента Байдена, а саме його відповіддю на питання журналіста декілька днів тому, коли було задано питання, чи є вбивцею Путін. І Джо Байден сказав однозначно «Yes, I do». Да, я вважаю, що Путін вбивця. І оце стало вже, знаєте, такою точкою відліку остаточно, що від того моменту почалася холодна війна. Чи опуститься холодний занавіс, як ви запитали, в тому розумінні, як це було в там 60-ті, 70-ті, навіть 80-ті роки, сказати складно, тому що зараз світ став трошечки інакшим, аніж він був в перші 50 повоєнних років. Країни стали занадто взаємозалежними одна від одного. Навіть зараз американська сторона говорить, що ми з Росією будемо співпрацювати там, де є спільний інтерес. Тобто вони абсолютно не готові до повного відгородження від Росії. Це один момент. І другий момент. Крім Росії, у Сполучених Штатів Америки є ще один в рази на порядки потужніший опонент – це Китай. І той же самий держсекретар Блінкен, коли він перебував в Брюсселі, він в тому числі, до речі, перша і ключова причина його візиту була не по лінії ЄС, а по лінії НАТО. Зустрічався з міністрами закордонних справ НАТО. В час зустрічі цієї готувався саміт, який має відбутися в цьому році. Ще не оголошено коли, але має відбутися. Так от там, виступаючи перед міністрами, він говорив десь приблизно таке, що ми, звичайно, не наполягаємо, щоб ви взагалі не співпрацювали з Китаєм, але ви повинні розуміти, що Китай – це ключова загроза для європейців, що Китай – це країна, яка нехтує нашими інтересами. Ну, десь приблизно так, не цитата, а описово. Так? Тому мені здається, що будуть надалі все більш, ми побачимо все більш скоординовані дії як Сполучених Штатів Америки і Канади, до речі, яка теж, здається, вчора ввела чергові санкції проти росіян. Да, против 9 российских чиновников. Так, абсолютно, так і європейців. Але от побачить повне закриття Росії, принаймні в короткостроковій перспективі, нереально. А насколько мы можем увидеть синхронизированную позицию относительно Северного потока-2 между США и Европейским Союзом? Дивіться, давайте спочатку від великого до меншого. Да? Під час президента Трампа так звана євроатлантична солідарність і єдність була порушена, їй було нанесено дуже серйозної шкоди. Тому що Дональд Трамп не вважав рівньою собі жодного лідера з Європи, з Європейського Союзу, там посеред держав-членів Європейського Союзу. І ключове зараз завдання адміністрації Джо Байдена – поновити цю євроатлантичну єдність, євроатлантичну солідарність. Чому, власне, і полетів через океан в дуже тяжкі часи пандемії, адже насправді ми знаємо, яка зараз ситуація не тільки в Україні, а й в більшості європейських держав. Да? От він полетів все-таки в Європу, вони все-таки зібралися онлайн, не офлайн, а онлайн. Тому що ми бачимо по телевізору тільки певні такі верхушку айсбергу, там дуже багато проговорів тет-а-тет, дуже багато розмов, консультацій, які не стануть відомі широкому загалу. Він дивиться там в очі кожному лідеру. Оце його місія – вернути цю євроатлантичну солідарність. І те, що стосується Росії, от ми спостерігали на прикладі нещодавнього введення санкцій. Європейці ввели санкції проти 4 високопосадовців Російської Федерації, американці проти 7, плюс проти деяких юридичних осіб. Тобто американці готові йти далі. В Європі існує такий непростий процес досягнення консенсусу по кожному рішенню. Відповідно, їм складніше йти виконувати функцію лідера. А от американці, вони одноосібно приймають рішення, і там є закон про введення санкцій проти Сполучених Штатів Америки. Фактично, руки в адміністрації Джо Байдена розв'язані. Більше того, в першу чергу республіканці, але й демократи в Конгресі, вони вимагають більш жорсткої позиції. Тому єдність буде, скоординованість дій буде, але можна очікувати, що американці будуть набагато більш сміливими, набагато більш рішучими в намаганні протидіяти США. А те, що стосується Північного потоку-2, ви знаєте, неоднозначна ситуація. Нібито вже всі розуміють, що цей проект він шкодить інтересам не тільки України, а й великої частини європейських держав. І зрозуміло, що самому Європейському Союзу. Але от наскільки
такі, знаєте, стійкі традиції послідовності в німецькій політиці, що сказавши А, вони завжди говорять ніби Б. Да? І от незважаючи на те, що всі вже ніби просять, вимагаючи, давайте зупиняти, Ангела Меркель не насмілюється піти на цей крок. Тому мені здається, тут через юридичні процедури американці будуть намагатися зупинити його на останній стадії. Навіть Германия, судя по всему, не против объединить свои технологии с ресурсами России в своих бизнес-интересах. Скажите, можно ли это считать угрозой коллективной безопасности Запада? Складно судити, от якщо говорити просто математично, так от підходить до цієї ситуації, мол, одна Німеччина, а всі проти неї, то да, звичайно, це загроза. Але там же не так просто. Деякі країни-члени єС теж підтримують цю ідею, підтримують фактично Німеччину, йдучи в її фарватер, зокрема Австрія, Угорщина. От. І відповідно, в мене складається враження, як в експерта, як колишнього дипломата, як юриста міжнародника, що в Берліні і в деяких столицях ЄС і НАТО до сих пір не розуміють, наскільки глибока буде нанесена шкода безпековим інтересам Європейського Союзу і НАТО. Тому мені здається, що все-таки буде адміністрація Джо Байдена боротися до кінця, і, скоріш за все, він буде як мінімум, будівництво цього Північного потоку буде як мінімум зупинена на останній стадії на якийсь час, і поставлені будуть конкретні умови, від яких не зможе відмовитися і Німеччина, за яких будівництво може бути відновлено. Пане Вадиме, а как вы думаете, какие это могут быть санкции, которые бы сделали невозможным завершение строительства Северного потока-2? Какие могут ввести еще санкции Соединенные Штаты Америки, чтобы противостоять агрессивным действиям России, которые нацелены на подрыв международной безопасности? Я думаю, що санкцій проти Німеччини чи будь-якої іншої країни як такої, безперечно, що не буде, тому що євроатлантична солідарність і єдність набагато більше важить, аніж якийсь там один проект, навіть при всій масштабності Північного потоку-2. Але санкції проти юридичних осіб, які досі ще беруть участь в реалізації цього проекту, і санкції проти фізичних осіб, які його підтримують, вони можуть бути введені навіть проти німецьких політиків, тому що американська політика, вона іноді діє по принципу такого собі слона в посудній лавці. Коли вони бачать свій інтерес, вони не зважають на жодні інші менші зазначеності для них інтереси. Вони можуть піти навіть на те, що ведуть санкції проти таких діячів, як Шрёдер там і так далі. Але на даний момент от відчувається, що відбувається дуже складний багаторівневий процес пошуку компромісного рішення, яке би влаштувало і американців, і німців. Бо не треба забувати про те, що німці – це фактично це локомотив всіх процесів на європейському континенті. І для України партнерство з Німеччиною архіважливо. До речі, згадаю принагідно, що буквально декілька днів тому, 2-3 дні тому, там перебувала велика українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром і віце-прем'єр-міністром Ольга Стефанишина. І за відгуками там дуже серйозні переговори йшли, зокрема, і стосовно реалізації економічних проєктів. Тому навіть Україні, при всьому тому, що ми набагато менш потужна країна порівняння з Німеччиною, але в жодному випадку не можна побити горшки з Німеччиною. Тому тут дуже непроста ситуація, але не треба посипати голову пепелом, треба продовжувати свою лінію поведінки, треба намагатися консолідувати позицію тих країн, які розуміють, що цей проект шкідливий, і відповідно намагатися одним фронтом Сполученими Штатами Америки домагатися зупинки цього проекту. Дякую вам дуже, пане Вадиме. Чохсаголос, дипломат Вадим Трюхан був з нами на прямому зв'язку. Чохсаголос. Мы переходим к обсуждению Беларуси. Там лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас проживает в Литве, призвала белорусов начать новую волну протестов против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 25 марта, когда они отмечают годовщину непродолжительной Белорусской Народной Республики. Отмечают День воли. К нам сейчас присоединяется Павло Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного анализа и прогнозов, который проживает в Беларуси, но сейчас, насколько мне известно, он находится в Варшаве. Правильно, пане Павло? Вітаю вас, селям алейкум. Да, добрый день, вітаю. Пане Павло, что скажете относительно призывов Светланы Тихановской к новой волне протестных акций против Александра Лукашенко, и приведут ли они к чему-то?
Эта декларация совершенно уместна и необходима, потому что все в Беларуси ожидают нового этапа борьбы с авторитарным режимом, и все понимают, что без возобновления акций протеста, без давления на систему и лично на окружение Лукашенко изменить ситуацию не удастся. И понятно, что 25 марта, День воли, День провозглашения независимой Белорусской Народной Республики, является знаковой ключевой датой с политической точки зрения и с точки зрения нового возрождения в Беларуси. И эта дата должна была бы стать отсчетом для новых политических событий в Беларуси. Что касается возможности новых протестов на высоком таком массовом уровне, как это было летом, осенью 2020 года, то ожидать, что повторится ситуация после выборов в Беларуси, крайне сложно с учетом развернувшегося в стране массового террора, зачистки всего пространства в Беларуси политического и общественного. И вот, наверное, вы уже об этом говорили, массовые аресты и задержания представителей независимого организации Союза поляков в Беларуси, которая представляет польское меньшинство. Руководитель этой организации Анжелика Борис была задержана вчера. Один из известных журналистов и представитель этой же организации Андрей Почобут был арестован сегодня. Поэтому власти делают все возможное, чтобы террором предотвратить возможные акции. Мы видели, как проходили масштабные акции протеста в Беларуси, в различных городах Беларуси после сфальсифицированных выборов, президентских выборов. И после 4 или 5 месяцев, да, прошло, если я не ошибаюсь, после 4-5 месяцев, к сожалению, эти протестные акции сошли на нет. А что дальше? Реально ли сейчас новая волна протестных акций? И какая она должна быть, чтобы все же привела к желаемому результату протестующих? Тут несколько комплекс проблем, связанных с причиной затухания политического противостояния и акций. Дело в том, что концепция белорусской революции, она была и пока что остается концепцией мирного противостояния. И, естественно, данный подход не всегда эффективен, а скорее более неэффективен, чем другие формы протеста того же Майдана и в 2004 и 2013-2014 год. Понятно, что с такими системами, мирными шествиями и демонстрациями вопрос не решишь. И Лукашенко еще раз продемонстрировал и всему миру и белорусскому обществу, что готов с оружием в руках защищать собственную власть и себя у власти. И пока что нового формата, новых предложений, каким образом вести борьбу уличную с системой, предложено не было, хотя обсуждались такие варианты, как и площадь, и строительство баррикад, и захват каких-то административных зданий, чтобы действительно показать мощь и силу революции и захватывать пространство политической власти. Но этот подход пока что не является доминирующим. И, естественно, общество не совсем, с одной стороны, готово к тому, чтобы просто шествуя по улицам подпадать под дубинки, потому что понятно, что это мирные акции не остановят власти от террора и репрессий. Это показали события зимы, потому что зимой продолжались дворовые акции, так как вот этот массовый протест сошел на периферию, в локальное сообщество, в такие микрорайоны, где продолжалось это противостояние, отстаивание пространства. Второй проблемой является отсутствие четкого слаженного управления массовыми протестами, потому что вы знаете, что практически все лидеры, либо люди, которые могли бы возглавить эти протесты, либо арестованы, либо выдавлены из страны. Ну а протестующее сообщество не обладает коллективным разумом и коллективной стратегией в том плане, что, выйдя на улицу, не всегда и не совсем понимает, что же делать дальше. То есть необходимо четкое, ясное политическое и революционное лидерство, которое пока что отсутствует. На данный момент единственной движущей силой
протеста и противостояния в Беларуси остается как раз-таки внутренняя мотивированность самих белорусов, самих людей, готовность, несмотря ни на что, несмотря ни на репрессии, несмотря на то, что нет какой-то ясной, четкой стратегии противостояния, выходить на улицы, вести своего рода подрывную деятельность, символическую подрывную деятельность в своих регионах, вывешивать флаги, каким-то образом влиять на силовиков психологически. Но это понятно, что форма протеста краткосрочного, то есть революционного, перетекает в протест долгосрочный, то есть долгосрочное противостояние. Я думаю, что в будущем, на протяжении этого года, мы будем иметь дело именно с таким долгосрочным, затянувшимся противостоянием, но тем не менее это никак не спасает режим, потому что в любом случае те настроения, то неприятие системы, которая уже сформировалась, Лукашенко изменить не удастся даже широчайшей волной репрессий. То есть система так или иначе, задавливая протесты, продолжая репрессии, будет съедать сама себя. А как вы оцениваете реакцию международного сообщества, западных партнеров и тех санкций, которые они имплементировали? Ну, на данный момент этого, конечно же, недостаточно, потому что точечная санкция — это не всегда эффективный метод борьбы, потому что нужно все-таки системное воздействие на и экономику Белоруссии, на систему в плане политического режима, а также воздействие какое-то на Россию, потому что она является основным из гарантов стабильности системы. И то, что Европа прежде всего реагирует весьма и весьма медленно, ну, к сожалению, это мы видим и в отношении Украины, я не ожидаю, что подходы каким-либо образом изменятся и что это давление станет более масштабным и более широким как в политическом плане, так и в экономическом. Ну, хотя бы расширение какого-то пакета санкций, включение новых лиц, участвовавших и участвующих в репрессиях в черный список европейский, ну, по крайней мере, будет хоть тот минимум, который сейчас необходим. Понятно, что все ожидают более масштабных действий. Дякую дуже, пане Павло. Чопсагл, у нас Павло Усов був з нами на прямому зв'язку. Доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозів. Зараз до нас приєднується засновниця Українського благодійного фонду «Білоруський Майдан» Олена Васильєва. Пані Олено, вітаю вас, салям алейкум. Добрый день. Пані Олена, готовы ли сегодня белорусы начать новую волну протестов? То, о чем говорит Светлана Тихановская. Нет, конечно. Почему? Ну, я не так оптимистична, как Павел, хотя с большим удовольствием читаю и во многом с ним согласна, его читаю. Ну, смотрите, полгода зачищалось протестное пространство. То, что произошло в Беларуси за полгода, это практически напалм по всему протестному полю. 35 тысяч осужденных. Активная часть уехала из страны. Люди сидят, люди боятся. А потом не забывайте, что система, если у нас ничего не произошло, вот здесь я, кстати, очень согласна с Айдаром Муждабаевым. Я считаю, что революция проиграла в тот момент, когда ушла еще в августе с площади. Поскольку, ну смотрите, это То есть вы считаете, что нужно было оставаться на площади, строить палатки и не уходить? Но, безусловно, других вариантов и не бывает. Но те промосковские лидеры, которые вели данный протест, они не предполагали такой победы. Вы же поймите, что сейчас та часть оппозиции, которая ведет протесты, и Лукашенко, они существуют в одних общих смыслах. Это такие, условно говоря, белорусские медведчуки, абсолютно пророссийские. Об этом говорит и руководство Украины, это не секрет. Поэтому им нужно создавать сейчас видимость деятельности. Они в связи с международным сообществом, они сидят на грантах. Я в этом плане категоричнее. Пространство зачищено. Приехали российские спецчасти. Сейчас проводит Псковская дивизия учения в Беларуси. Им просто не дадут собраться на площади. Люди запуганы. Понимаете, вот напалмом прошлись,
снижен протестный потенциал до нельзя. Поэтому вот эти выходы и гуляния, если ничего не случилось, пока выходили 200-400 тысяч, пока власть еще не настолько приготовилась к подавлению, она у нас всегда готова, но сейчас уже вот этот репрессивный аппарат заработал на полную мощность. Тем остаткам, кто еще как-то не сломлен, но просто не удастся даже собраться для того, чтобы что-то организовать. Потому что все будет, люди берутся прямо в домах, люди не могут выйти на площадь и там сделать какую-то небольшую компашку. Вывозить сейчас людей — это вывозить людей под пули. Голыми, боссами и в малом количестве. Вот таково мое мнение. А что сегодня является, и есть ли сегодня движущая сила протестов? Есть ли сегодня лидер, за которым могут пойти белорусы и бесстрашно выйти на улицы не в малом количестве, а в большом, в огромном, и сложится так, что уже подавить процесс будет невозможно, так как на улице вышли не 50, не 100, не 200 человек, а 100 тысяч, 200, а то и больше? Я думаю, немного времени и да. Я думаю, что сейчас наступит, как обычно, после резких подавлений и отсутствия победы, поражение всегда несет за собой депрессию. 7 месяцев вялотекущего процесса, репрессий, люди уволены, люди без денег, люди с огромными штрафами, которых не могут заплатить. То есть лидеры, обещающие им нечто за 7 месяцев, у нас ведь люди вышли в основной массе, потому что они были неопытны в политическом плане. То есть они верили в чудо мирной победы. Это не случилось. Та часть общества, которая, условно говоря, национально ориентированная, это предполагала, говорила об этом еще летом. Эти лидеры есть, но они сидят. Я думаю, что здесь срослось все. Неготовность нации. Нация, по сути, формируется только сейчас. Только сейчас та часть общества, которая считала близким другом Российскую Федерацию, начинает отворачиваться и как-то открывать глаза. Да? По большому счету, вот эта национальная самоидентичность, которая способна вести к победе, она рождается только сейчас. Поэтому в быстрые процессы я не верю. Да, Лукашенко может уйти, но его, скорее всего, сменит Кремль. И это могут быть вполне люди из современной оппозиции, которая сейчас... Улице может показаться, что она победила, а на самом деле нет. Оппозиция сегодняшняя присягает Лукашенко по полной программе. Мы видели, Смотрите, мы видели, как некоторое время назад белорусы имели такую некую иллюзию относительно России, даже сама Светлана Тихановская... Путину присягает. Да, и даже сама Светлана Тихановская несколько раз в своих интервью говорила о том, что ну вот мы такие маленькие, вы же большие, если я не ошибаюсь, вот она давала интервью Невзорову и говорила, мы же такие маленькие, вы такие большие, ну помогите нам. То есть питали такие некоторые иллюзии в отношении России, что вот Россия поможет помочь. Вот этих иллюзий еще нет, или же они сохраняются среди белорусского населения, протестного населения? Конечно, есть. Русскомирность Тихановская, она понятна. Кстати говоря, сам Тихановский, за которого она пошла, он же внесен в базу миротворца. Он посещал Крым и выставлял там посты различные, Крым наш и прочее, прочее. Нет, эти ребята абсолютно русскомирные. Я не верю в изменения в течение там 5-6 месяцев, вдруг они прозрели, нет. Риторика меняется, потому что меняются настроения народа. Сейчас уже о России так плотно не говорится, но тем не менее русскомирность по-прежнему видна. Я думаю, что часть населения, конечно, прозрела. Молодежь, которая не интересовалась политикой, все-таки белорусская символика поднялась с этими протестами. Я знаю, что она не поднималась изначально лидерами протестов. Изначально ведь протесты начинались с белыми ленточками, как на Болотной. И все делалось по российским лекалам. Некоторые национально ориентированные лидеры, которые, к сожалению, сейчас сидят, буквально настояли на БЧБ, которое поднял Тихановский. Было ли это ошибкой с их стороны? Вопрос. Для меня, мне кажется, это ошибкой, потому что массы некоторые были дезориентированы. Появилось ощущение, что это национальное движение, в том числе у Запада. А в реалии это не так. Что касается просто людей, да, часть людей сейчас недовольна. Я думаю, что должно пройти время, чтобы появился национальный, реальный лидер и герой. Но это не месяц, не два, не три.
А что, Сейчас может они будут создавать а что видимость. может спровоцировать, что может породить такого лидера, что может вывести из периферии протестную Беларусь? Сплочение нации, рождение нации — это долгая история. Это долгая история, это, скажем так, и средства массовой информации, это отрыв от пропаганды. Только когда нация скажет себе, что она готова бороться, если как вот у нас был разговор с Айдером, да, мы говорили, что нельзя усидеть на двух стульях. Нельзя одной половинкой сидеть в России, а другой половинкой пытаться попасть в Европу. Так вот, пока нация будет вот так сидеть на этих двух стульчиках, ничего не произойдет. Сейчас я вижу некие изменения, во всяком случае, в молодом населении. Да, там люди за 40, 50, они по-прежнему в российских смыслах. Не все, конечно, но процентов 50-60. Я думаю, только время. Время разочарования в тех процессах, которые сейчас происходят. Ведь по большому счету, 7 месяцев это уже была возможность разочароваться, да? Пока та лапша, которая на уши вешается, она еще пока вот частью съедается. Простите за грубость. Пані Олена, и еще Зато вот есть хотела меня. спросить, вы вот по поводу Европы, по поводу двух стульев. Я просто вот, когда протестные акции начались, я, естественно, слушала требования, лозунги и так далее. И вот среди требований, основное требование, которое выдвигали протестующие, это отставка Лукашенко, демократические выборы. Но не было лозунгов и не было требований относительно вестернизации для Беларуси. Сейчас эти требования изменились? Нет. Эти требования не изменились. Кабинет Светланы Тихановской, Координационный совет, который создан, НАО, которое создано, они постоянно первым своим декретом подчеркивают, что они не собираются, не ставят перед собой геополитических задач. То есть не ставят задачи разрыв союзного государства, не ставят перед собой задачи выход из таможенного союза и ОДКБ. Ну, соответственно, о чем мы можем говорить, о каких изменениях, да? Павел Латушко, руководитель НАО, это один из лидеров кабинета Тихановской, совсем недавно в интервью вообще сказал, что если бы нам Москва помогла в протестах осенью, то белорусский народ воспринял бы ее как освободителя. То есть на Москву делалась ставка. Я думаю, других вариантов нет. Ну, возможно, Лукашенко как-то переиграл. Тут же постоянно такие качели с Путиным. Поэтому я думаю, что до сих пор оппозиция, данная оппозиция, рассчитывает на помощь России в процессе смены Лукашенко на кого-то другого, ну, в том числе кого-то из них. Я думаю, что там Бабарико, один из основных лидеров, которые предполагаются, это газпромовский директор Газпромбанка белорусского, ну, то есть работник Газпрома, газпромовской структуры. А украинский опыт ни о чем не говорит лидерам протестов? Нет, пока нет. Но это не те лидеры. Этим лидерам протеста украинский опыт не нужен, у них другие цели. Народ должен, нация должна выдвинуть новых лидеров. Такие лидеры есть. Это Паша Северинец, Статкевич, Николай Евтухович. Но они сейчас сидят в СИЗО КГБ. Это национальные лидеры, которые, Лукашенко это понимал, они сразу были купированы еще до начала выборов. Ну, пока ситуация такова. Спасибо вам большое. Лидеров... Чохсагулнас, пани Олена Чохсагулнас. Я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Очень приятно было с вами пообщаться. До новых встреч. Олена Васильєва була з нами на прямому зв'язку, засновниця Українського благодійного фонду «Белорусский Майдан». Я с вами не прощаюсь, я говорю Коруш Кенджи. До свидания. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. К нам подключится председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. С ним мы обсудим стратегию по деоккупации и реинтеграции Крыма. Не пропустите. Коруш Кенджи. Благодаря кому пришел к власти новый хан Инаят Герай, и почему он с первых дней повел антиосманскую политику.
Нам сегодня мало известно о частной жизни Инаята Герай. Однако, судя по его поступкам и отношениям к подданным, можно судить, что на этот раз Крымское ханство получило перспективного правителя. Он не стал ломать всю систему управления в государстве, менять людей на ключевых постах. В первую очередь он ценил профессионализм. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 27 марта, в 17:35 по киевскому и 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай. Часть 1. Гаспринский приверженец мусульманских ценностей, но он за реформирование уммы, за просвещение. А потому в фокусе внимания газеты, положение школ и учителя. Нет ничего более забытого и забитого, как татарский учитель. С горечью пишет Терджиман в одной из статей. И действительно, чему может научить такой учитель? Нищий, постоянно пребывающий в заботе о самом насущном. Смотрите в субботу в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Көреміз ке Русия сиясеті біздеріні ассимиляция yapmak, біздеріні уларға бой сұндырмақ, тыс чоқтырмек, демек оларын тек қызмет етмек. Біршілер беклемек, yanlıştır. Оларын сиясетін көреміз бірінші işgal, сұрғынлік olsun, олар демек қырым татарлар бұнда яшасын да, инкишаф етсін, халық оларақ сақлансын деп, ғайелері оларда ичте жоқтыр. Балалар яшылықтан білмек керек. Не үшін о душман? Çünkü bizim енді генетик тарафтан бұл bizim қанымызда енді бар. Руслар бұл душман. Руслар демек бізні тек yok etmege істе. Украина хакимияты жевап olarak böyle sağ olun деп бізге бір adım yapmadı. Eşit meseleler bile eşit demek dinli ettiler. Bizim talaplarımızны ama eşitmediler. Ruslar ise ne eşitti, ne dinli bizlerini. Men anlayayım ki devlet biz için kelişken bir şeyler yapmağa aşıkmay. Demek biz talap etmesek. Ukrayna devleti bizge böyle sıcak bakmasa, meselemiz çözülmesine etmese, biz endi halkara arenaga böyle bir subjekt olarak çıkıp talap etmek gerekmiz. Mana bizim hakkımız var. Bizler böyle hareketler başlasak, devlet de belki bizge bakıp çoğunu sorasak bir azını vermege hazır olur. Tek talaplar, narazılıklar olsun, prezident memuriyeti yanına olsun, yukarı şura ogını bunda bizler Kiyev'te olganlar mencesine endi faalleşip çıkmak gerekmez. İslam'da var ki deyler ki bir sınavlar ya da sınav ya da bir ceza mencesine halkımızın başına düşken bu vakiyalar bir sınavdır. Böyle kıyın vaktlar kene de böyle bir yanı liderlerini, yanı idarecilerini doğar da bizim halkımızına böyle bir doğru yolla alıp gidip ve vatanımızda kene de böyle devletçilik tiklemege imkanlar yaratır. Umut etem de bu kıyın zamanlar yakında bitecektir ve bizler de bu zamanlar bitmesi için faal olmak gerekmiz, hak hukuklarımızı talep etmek gerekmiz ve tek o vakit biz halk olarak vatanımızda inkişaf etip saklanabiliriz.
Селям алейкум, харлы шамлар, сайгыл АТР телеканалының телесержелері Сейф АТР қарымның сесі яйында олмалы деген марафонны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве бүгін эсас Қырым иле бағлы, Қырымның қайтарылуы иле бағлы ве Қырымда алып кечкен адиселер иле бағлы меселерні музакире етежекміз. Ве мен яйнымызға адвокат Эмилияға Корбединовны бағлап, бүгін семердешіміз Энвер Бей Топчыға чакмағаны себебінден işgalcilerinin mahkeme kararı ile 40.000 ruble para cezası çıkarılğanı meselesini laf etmege isteyim. Emil ağa, selam aleykum. Алейкум селям. Emil ağa, Enver Topçuğa şimdi 40.000 ruble para cezası verilgen çakmağanı maddesi boyunca böyle kararını bekley ediniz mi ve ne vakit şikayetke vereceksiniz, şikayet verme imkanı var mı? Это ожидаемый был приговор абсолютно в тех реалиях, в которых мы сегодня находимся. Конечно же, мы будем обжаловать это несправедливое решение по этому абсолютно абсурдному уголовному делу. Будем это обжаловать для того, чтобы в дальнейшем уже передавать в международные суды это дело и там, как бы, так скажем, искать адекватного решения. Şunu sormağa isteyim, ya Enver Bey'ini kimge ve nede neni çakmağanında kabahatladılar? Yani bu davanın esası, yani nede tura işgalciler nege esaslanıp şimdi bizim semirdeşimizge böyle akaretlerini reva koreler? Это абсолютно абсурдное обвинение в том, что якобы Энвер знал о каком-то человеке, который находится в Сирии, воюет в Сирии и так далее, и так далее. Все строится, опять-таки, на показаниях секретного свидетеля, которого мы не видим и которого голос изменен. И все строится на аккаунте соцсети ВКонтакте, где какой-то человек пишет Энверу, скидывает ему какие-то фотографии, вот, и на этом строится все обвинение со стороны ФСБ. Здесь примечательно, что обвиняются 4 наших соотечественника, один из них это гражданский журналист, и это первые такие пробные шары, можно сказать, накатывание таких уголовных дел для того, чтобы с другой стороны оказывать давление на народ. Заявление, по сути, обвиняется в том, что не написал заявление ФСБ по какому-то абсурдному, по какой-то абсурдной ситуации. Я со своей стороны хочу спросить, где тогда ответы на наши заявления по поводу похищения людей, по поводу насильственного вывоза из Крыма, по поводу остальных пыток и так далее, и так далее. Мы же пишем эти заявления, а где на них тогда ответы? Где эти уголовные дела в отношении действительно виновных лиц? Этого нет. А сегодня ФСБ сделала виновным Энвера Топчи по абсолютно надуманному обвинению. Ve şunu sormağa isteyim, Emil ağa, benim bilgenime göre şimdi elbette ki siz şikayet davasını vereceksiniz ama ne yazık ki şikayet davalarını işgalciler kabul etmeyi ve mahkeme kararını değiştirmeyi bu davadan sonra benim bilgenime göre şimdi semirdeşlerimiz endi Enver ağa Topçuğa böyle maddi yardım destekini toplamaya başladılar. Doğru mu bu? Doğru. Аллаха çok şükür, люди не остаются в стороне. Когда я выходил из суда, я уже видел, как Джемат собирал деньги на штраф, да, чтобы помочь Энверу Топчи оплатить этот штраф как бы на будущее. Вот когда вступит в законную силу этот несправедливый приговор. И, конечно же, Аллаха çok şükür, мы видим, что сколько бы лет, вот 7-8 год идет этого несправедливого притеснения, но Джемат, наш народ, он никогда не остается в стороне и любыми способами поддерживает таких вот людей, которых преследуют. И, конечно, это очень радует. Çok sağ olunuz Emil ağa, bizle bağlanıp tavsiyatlarını tarif etkeniz için. Advokat Emil Korbedinov bizle canlı bağda edi. Onun da tasdiqlagan malumatına göre endi semirdeşlerimiz, yani sizler Enver ağa Topçuğa yardım etmek için bu demek esassız ve adaletsiz cezanı
kapatmak için para toplamağa başlaganlar. Menin bilgenim işte destek etmege istegenler ve bu aksiyaga koşulmağa istegenler Kırım Birdemligine müracaat ete bile ve yardımlarını andan işte yolay bile Enveraga topçuğa da bir kere bizim halkımızga böyle birlik bu meselelerde, bu konularda birlik olganı için teşekkürler bildirmege isteyim ve bu ve diğer meseleni Kırım Tatar Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov'nen de laf etmege ister edik. Rifat Ağa, selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Rifat Ağamna, şimdi Emil Ağa Korbedinov'nun aytkanlarını dinlediniz. Bugün demek bizim semerdeşimiz Enveraga topçuğa böyle çakmağanı dava maddesi boyunca 40 bin ruble para cezası çıkarıldı. Ne dersiniz? İşte Emil dostumuz advokat olarak çok şeylerini orada anlattı. Gerçekten de bu Rus işgalcileri insanlarımızı öyle durumga koymaya tırışalar ki etrafında ne olsa olsun sen gelip mutlak bu FSB ofislerine insanlara çakacaksın. Böyle kabayatları böyle olmasa da ama uyduracaksın. İşte bu Rus işgalci rejimin böyle kendisinin davrandığını gösterir. Ama şimdi bunu göz önüne almaya gerek. Aslı Rusya'nın kendisinde şimdi durum çok zorlaşa ve bunu arkadaşlarımız körediler ve Moskova'ya da diğer taraflarda ne kadar bu durum zorlaşsa anlaşıldı ki işgal edilen topraklarda daha ziyade baskınlar olacak ve buna hazır olmaya gerek. Yazıklar olsun. Rifat Ağa, keliniz şimdi beraberlikte Tunev'in Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin imzalagan Kırım stratejiyası, Kaytarılov stratejiyası ve reintegrasiyası vesikasını beraberlikte analiz yapayık, böyle müzakere eteyik. Tunev'in demek bu vesika endi çıktı ve açık böyle şekilde biz onu okuma imkanımız var. Biz şimdi Kırım seyreti, Kırım Tatar halkımızın Milli Meclis yani temsili organının reisi olarak halkımıza anlatınız. Bu vesikaga kovanmalımız mı, sevinmelimiz mi? Bu vesika bizlerge Kırım'ın kaytarılığına umut beremi? Şimdi bu Tunev'in Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın emriyle açıklanan stratejiye böyle yazılı olarak bizim için böyle bir apansızdan bir doküman değil. Çünkü bizde bu yazılar evvelden var idi. Çünkü onun etrafında bizler birlikte çalışmıştık ve sizler şimdi kolunuzda olan sizin bu yazı stratejiye, yazılı olarak stratejiye ve bizler birinci varyantlarını size şimdi göstersek edik. Arasında çok büyük farklar var. Farklılık var çünkü birinci varyantlar aslı böyle o kozogune böyle bir gerçek bir doküman gibi böyle korunmaz idi. Ama ben tap 11. Mart'ta bu Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin ya da RNBO'nun toplantısından sonra 11. Mart günü akşam kendilerimizin duygularımızı açıklamış edim ve ondan sonra sizler de sağ olunuz haberler yaptınız ve daha bir kere de bunlarını şimdi tekrarlasam böyle söylemeye mümkün. Bizim bazı tekliflerimizi koz önüne aldılar ve bu yazının içine gidirdiler. Ama hem prinsipiyel, bize göre hem prinsipiyel tekliflerimiz şimdi bu yazının içine, dokumentin içine gidirilmedi ve işte böyle söyleyebilirim. Ama siz dediniz ki buna kullanmak gerek mi yoksa aynı ters böyle bir açılanmak gerek. Benimce kullanmasına da böyle balaban bir sebep yok. Ama böyle başımıza bilmeyeyim kul tokup da böyle bir açılanıp oturmaya sebep de yok. Birinciden aslı böyle doküman kabul ettirilgenine buna ben pozitif şeklinde söyleyebilirim. Çünkü bunun etrafında şimdi devlet organları çalışacaklar. Ama bu doküment şimdi bilmeyeyim arkadaşlarımız o kadar meraklandılar mı
tünevinden akşam çapıp da bu internette bu stratejiyle tanış oldular mı? Ben emin değilim. Ama tanış olacaklar, onu biliyorum. Ve burada onlar hatırlarlar şimdi ben söyleyeceğimi. Stratejiye bu yönelişler gösteriliyor. Devlet nasıl yönelişleri kozoguna alıp bu yönelişlerde neler yapabilir de Kırım'ı Rus işgalcilerden tezce azat edilmesine. Ve bu yönelişleri şimdi yapılacak çalışmalarının doldurmaya gerek. Ve stratejiyanın ayrıca böyle bir noktasında işte bu planını kurulmasına hükümetke vazife verildi. Ve siz de onu okumuştursunuz. TÜNEV'in Cumhurbaşkanı'nın emrinde de yazılmıştı. Hükümet 3 ay devamında bu stratejiyanı yerine getirmek için işte plan hazırlasın ve bu planı kabul etsin hükümetinin toplantısında. Kısmet olsa yakın günlerde biz hükümet azalarının bu sebepten konuşacak ve stratejiye gidirilmegen bizim bu tekliflerimizi biz hükümetinin planında geçirmesine tırışacak. Ya nasıl maddelerde bu bizim meselelerimiz көрсетілecek? Yani benim sizin de kaydetkenizge göre demek bu stratejiya yönelişini yani istikametini belgiley ve eğer Kırım Tatarlarının işte adı geçken maddelerini alacak olsak onlardan 2 maddesi bu böyle medeni meselelerini işte kaplap ala ve sadece sonki işte sayfelerde bu endi böyle beklentiler içerisinde böyle bir punkt var. Відновлення та забезпечення прав представників кримськотатарського народу та інших корінних народів національних меншин. Yani bu madde içerisinde mi bizim işte sizin teklif etken muhim prinsipiyel sualleri plan hareketlerine girecek benim anlağanım ya da yok? Şimdi bakınız, devlet hükümetle çalıştığımız vakit onun planlarına bizler konkret olarak kanunların leyhalarını bu planda gösterip ve ne vakit Ukrayna parlamentosundan kabul edileceğini bu planlara grafik şeklinde şimdi koymaya biz hazırlandık ve hazırız ve inşallah bu planlar öyle de dizilir. Siz şimdi ben biraz açıkladığımı böyle beklesiniz de ben sonlanacak belki açıklamam ama bazı şeyleri açıklarım. Bu vaktece sizler bilirsiniz 3 kanunların leyhaları hazırlanmıştı bizim taraftan. Ve en önemlisi bu Ukrayna Anayasası'nda Kırım'la bağlı denişmeler gidirilmesi ve Kırım Tatar muhtariyeti kurulması için orada bilirsiniz devamlı çalışmalar alıp varıldıydı ve bu denişmeleri biz leyha olarak hazırlamıştık. Onunla da beraber 2 tane kanun, birincisi Kırım Tatar milletin statüsü hakkında, ikincisi ise Ukrayna'daki Tamarlı milletleri hakkında, halklar hakkında. İşte bu 3 kanunu bizler da Poroshenko zamanında bunlar paket olarak böyle birlikte parlamentodan geçirilmesi bizim için çok önemliydi. Çünkü her bir bu kabul edilecek kanunlar ya da şimdi leyha şeklinde olan bu kanunların leyhaları onlar birbirlerini böyle doldurarlar, birbirlerini anlatarlar. Çünkü misal için siz anayasaya böyle bir cümle bile gidirdiğiniz vakit bazı milletvekillerine buna kol tutmak için çok şeyler anlatmaya gerek. Bunlarını anlatmak için onlar bu anlatacağımız ya Ukrayna kanunlarında oluşu gerek ve siz dersiniz ki böyle kanunlarda bu meseleler açıklandı ya da eğer Ukrayna kanunlarında bu meseleler bu vaktece daha gösterilmemiş olsa siz yeni kanunlar kabul etişiniz gerek. O sebepten biz dedik ki bu Ukrayna Anayasası'na denişmeleri kolaylıkla kabul edilmesi için bu 2 tane kanun yardımcı olarak 2 tane kanunun leyhaları yardımcı olarak işte yanında olsunlar. Çünkü Ukrayna Anayasası'na diğer meselelerden böyle denişmeler getirdiğimiz vakit bu paket sisteması kullanılmış idi. Paket de gelmiş de bir tane kanunlar birlikte.
Ama biz bunu çeşitli türlü sebeplerden becermedik. Ben şimdi becermediğimiz vakit kabahatını kendilerimize almayayım ama işte siyasi durum öyle geldi, bu kabul edilmedi. Şimdi bu Ukrayna parlamentosuna yeni sayılar ötkərilgen son burada tek bir güç, siyasi güç, Sluga Narodu çokluk kazandı. Ve çokluk bir güçte olduğu vakit her bir kanununu kabul edilmesi biraz kolayca görünüyor. Ve biz bir sene devamında Cumhurbaşkanı'nın bu kanunlar işte böyle paket şeklinde geçirsin diye böyle bir diyalogdaydık. Diyalogda dediğimiz vakit işte bir 3 kere konuşmuştuk bu meselelerde. Bu 19. seneden eğer şimdi hesap etsek. İşte olur, böyle olur, öyle olur, bakayık, düşüneyik. Ne olsa da şimdi dedik ki kendimize eğer bu uç kanunlar bir kereden kabul edilmeyecek gibi görünse, birinciden bu Ukrayna'daki tamirli halklar etrafında kanun kabul edilsin. İkincisi bu Kırım Tatar halkı statüsü kanun. Ve şimdi hükümetle biz endi stratejiye kaytayıq. Ben sizi çok uzakka alıp vardım da stratejiye geldiğimiz vakit bu stratejiye bizim taraftan gidirilmemiş tekliflerimizge yakınlaşmak için şimdi biz hükümetinin planına bu 2 tane kanunu koyacak şimdi de ve hükümetle biz bunun etrafında endi çalışıyoruz. Yani mına sizin aytkanlarınızны öyle daha anlayışlı şekilde halkta da bir kere anlasın deyip men böyle kıskadan aytayım demek. Ukrayna hükümeti bu stratejiya yönelişleri ve istikameti boyunca hareketler planını tizgeni vakit bizim tamir halklar ve status kanun maddeleri bu plan hareketlerine kırsetilecek. Doğru mu anladım? Öyle. Çok kıskanan söylediniz. Ben o kadar becermedim. Ve demek bu plan hareketlerini yaparken de bu kanun leyhaları bizim sizin hazırlagan kanun leyhalarınız mı ya da endi ayrı nazirlikler bu kanun leyhasını hazırlayacak ve bizim meselemizle hangi bir nazirlik uğraşacak? Yok, benimce de gel. Biz şimdi çalıştığımız bizler hazırlagan kanunlar esas olarak şimdi onlar alındı. Ama onlara ufak tüfek denişmeler giderilebilir burada. Çünkü misal için Tunevin biz oturup baktığımız vakit bizler hazırladığımız bir noktada ben de bir düşünüp kaldım. Çünkü bir-iki sualler oldu. Şimdi bugün yarın mütehassislerden o cümle o noktanı bakacak da o paragrafını bir kere de bakıp çıkacak. Bizler hazırlanan leyhalar esas alına ve onlarla çalışacaklar. Bu stratejiya benim anlaganyma göre 5 yıllık müddetke belirlengen. Doğru mu Rifat ağa? Bu 5 yılga elbet 5 yılga ama şimdi anlayayım ki ne desem Kırım'da böyle şeylerge çok dikkat olurlar. Biz kendimiz de burada çok dikkatimiz. Şimdi endi Kırım işgal olganına 7 sene geçti. 8. seneye gittik şimdi. Hiç istemez dedim 5 seneden sonra daha bir kere de bir strateji kabul edilmesini. Çok isterdim ki bu şimdiki kabul edilen strateji bu tek bu olsun da bundan çıkayık da ve Kırım'da hepimiz kavuşayık ama durum gösterecek işte durum gösterecek. Bu stratejiye geldiğimiz vakit ben de bir şeyini de açıklamak isteyeyim de bu stratejiye şimdi yazda ya da bu Ağustos ayında olacak Kırım platformasındaki konuşurken böyle bir adım gibi. Strateji kendisi de ayrı bir doküment. Eğer bu konuşu olmasa da bu stratejiye gerekirdi ve kabul edildiği ben de gene de diyeyim bu böyle bir pozitif bir adım. Kabul edilgeni. Bizim bütün oraya tekliflerimiz gidirilmediği benim için bu stratejiyi zayıfleştirdi. Zayıf görünüyor bana bu strateji ama şimdi gene de Kırım platformasına geliyorum. Ben bunu bu Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin toplantısında söyledim. Bizler dedim bu stratejide hem Ukrayna toplumuna hem bu bütün bizim uluslararası partnerlerimizle ya da bizi destek eden devletlerge biz bu stratejinin anlatışımız gerek. Kırım'ın geleceği nasıl olacak? Rus işgalcilerden azat edilgen sonra ve Kırım'ın geleceğinde onun
Tamırlı milletinin, Kırım Tatar milletinin geleceği nedir? Eğer stratejiyada bu suallerge cevap verilmese, dedim ben kendi çıkışımda, o vakit dedim bizim bu partnerlerimiz, dünyada bizi destek eden taraflar buna da biraz şüphelenirler dedim. Ve şimdi biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Büyükelçilerle konuşuyoruz ve deyik ki bizim bu stratejiyle bağlı tekliflerimiz böyleydi ve siz de bu bizim tekliflerimizin taraftarı olsanız faydalı olur deyip onlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu strateji şimdi aşikar tarafı var, kapalı strateji var mı? Kapalı var, onu ben şimdi size hiçbir şey onun etrafında söylemiyor olmam. Çünkü... Ben zaten istemeyeyim söylemenizi çünkü gizli, zaten o yüzden kapalı, sadece sorayım var mı deyip. Ama bakınız o evet orada askeri meseleler, ekonomi meseleler ve diplomasi meseleler orada hepsi var. Şimdi bilirsiniz bu açık stratejiyada aslı ben sonki bu günlerde ve tek Tünevin ve bugün de gel bundan o günde de bir hafta evvelsi işte toplantıdan sonra stratejiyanın etrafında çeşit türlü böyle derece kritik okudum, duydum insanlarımız tek Kırım Tatarlardan değil, diğerlerinden de tarafından gerçekten de bu açık stratejiyanın açık kısmı şimdi bu Ukrayna'nın işte isteğini, hakkını ve yapacağını gösteriyor. Ama nasıl yapılacak o hepsi gizli kısmında. Mına bizim meselelerimizin stratejiya, yani sizin tekliflerinizin stratejiya körsetilmemesini zayıflık dep adlandırdınız. Sizin fikriniz Rifat ağa, ne için hakikaten de bu meseleler, yani sizin teklifleriniz, aynen sizin teklif etkeniniz cümle gibi körsetilmedi? Burada çok şeyler söylemeye mümkün ama hepsinin kafasına böyle onların düşüncelerini varıp kendin böyle parmaklarından onları tutmasın. Benimce sakıntıları var. Ve bazı bu işte mütehassisler işgal edilgen topraklarını yeniden azat edilmesine zararlar yapmayık deyip Kırım Tatar meselelerin bazı yerlerini dersin ki gelecekte Kırım'ı azat etmesine bir türlü kedir eter deyip böyle düşünceler ben duyam. Bana betme bunu söylemeyler. İşte bilirsiniz bu yanlış böyle stereotipler, yanlış fikirler Tünevin olgan 5 sene evvelsi, 15 sene evvelsi olgan çok düşünceler, yanlış düşünceler bugün de olar yok olmadı. Misal için bizge Kırım'ı tek toprak olarak kaytarmak değil, bizge orada insanları kaytarmak gerek. Her bir insanın orada kendilerinin işte akılları, düşünceleri var ve bu insanları biz Ukrayna'dan uzaklaştırmayık da ve o sebepten eğer Kırım Tatar milletinin gerçekten de olgan hakkını şimdi biz birinci sıraya ya da birinci plana çıkarsak o zaman orada Ukrayna'ya düşmanlık yapacak insanların sayısı çoklaşacak deyip öyle fikirler ben duyam. Ama tek bu fikir değildir diyeyim. Başka fikirler de var. Ben şimdi size bir şey söyleyeyim ki bu ama burada ben yarın deseniz bunu size kim söyledi ben bu kişinin adını söylemeye olmayacağım. Ama bu 2019 seneyecek bu bizler hazırlayan leyhalar kabul edilmediği sebeplerin içinde işte bu Moskova'nın baskınları da var diyen kişiler şimdi Ukrayna siyasetçilerin içinde varlar. Diyeceğim Poroshenko zamanında bu Ukrayna hakimiyetini şantaj yapmaya bu Kırım Tatar mevzusunun ve bu Kırım'ın statüsüyle bağlı meselelerinin Moskova bazı diğer meseleleri çözülmesinde şantajlar yapmış iken. Öyle fikirler bazı ben çok işangan siyasetçiler ve bizden beraber çalışkan kişiler söyleyler.
Ama ne kadar gerçek böyle fikirler, bunu söylemesi şimdi zor. Ama bunu gerçekten de söylemeye gerek. Moskova Kırım'ın geleceğine çok dikkat etti ve bu dikkat her aydan daha çok ziyadeleştiğini biz duyayık. Çünkü Moskova sonunda, ya Rusya, Moskova degenim, Rusya sonuna dek Kırım'ı kendi içerisinde kolunda tutacağına emin değil. Rusya yavaş yavaş Kırım gene de Ukrayna'nın kontrolüne kaytacağını, endi böyle keskinden yok olmaz demekten biraz vazgeçe. Çünkü dünya tarafından çok baskınlar yapar da ve Rusya şimdi Kırım'ın geleceği statüsü Rusların kolundan, oradaki yaşayan Rusların kolundan hiçbir vakit bu kontrol azlanmasın deyip Kiev'e, bugündeki Kiev'e becerdiği yerde baskınlar yapabilir. Zaten mantıklı da. Mına Kırım'ın geleceği dep aytınız da şunu soracak edim Rifat ağa. Men elbette ki mına siyasette bu strateji kurulması vesikaları ve ilahri men bu meselelerde mütehassıs değilim. O sebepten biraz yani bunu da belgelemeye isterim, anlamaya isterim. Bu vesikada demek bu stratejide hakikaten de çok fazla, çok gerekli böyle deklaratif maddeler var. Men okuganım vakit sanki dersin böyle onun rezolüsyasını okugan gibi oldum. Ama böyle konkretik şeyler ne yazık ki yoktur. Yani konkretika olmamalı mı? Misal olarak Kırım reintegrasyası, yani Kırım'ın geleceğini biz nasıl göremiz? Kırım deokupasiyası olganından son Kırım nasıl şekilde Ukrayna'ya kayta? Misal olarak anda işte Ukrayna sınırlarını bozup Kırım'ın böyle işgalini resmileştirip anda koçken insanların akıbeti ne olacak gibi suallerge cevapının olmaması bu stratejiyada bu doğru mu? Şimdi gene de bu yapılacak çalışmalarımızda size dikkat edeyim de inşallah bu siz söylediklerimiz bu konkret ya da işte her bir yapılacak adımlar, çalışmalar bu hükümetinin planında biz onlarını işte hepsini sıra sıra yazmak için, gidirmek için orada tırışırız. Siz söylediğiniz çok şimdi doğru çünkü siz bilirsiniz ben bazı yerlerde açıklansam böyle biraz sert de değil de çok açıktan konuşuyorum eğer açıklansam. Ve misal için bu bizim tekliflerimizden birisi tek Kırım Tatarların statüsünden bağlı olmayan bir teklifimiz var idi. Onu da kabul etmediler. Evet. Misal için bu stratejiyada böyle bir kerimli prinsipi degenim işte bu esaslanacak prensipler diyen böyle bir bölge var. Ve orada yazılmış ki işte bu Kırım azat edilgeninden sonra bütün bu Kırım Rusların kolunda olduğu vakit orada bütün bu hukuki çalışmalar ya da bütün oradaki anlaşmalar, alışverişler ve ilahire onlar hepsi tanınmayacak. Çünkü Ukrayna'nın kanununa göre yapılmadı. Bu yaxşı bir madde. Gerçekten de ben buna kol tuttum ve dedim ki biz bu maddeni biraz devam etmeye istiyoruz. Ve biz devam ettiğimiz vakit ve biz onlara yazılı olarak belki böyle cümle gösterdik. Dedik ki bütün fizik kişiler kimler Kırım işgal olduğu vakit oraya gelip yerleşti ve da yerleşecek. Kırım azat edilgen sonra onlar hepsi Kırım'dan mecburi sürgün edilecekler. Kendi vatanlarından sürgün sözü yoktur orada. Mecburi Kırım'dan çıkarılacaklar ve kendi vatanına gidecekler. Buradakileri buna karşı oldular. Ben dedim neden? Ya dediler bizim kanunumuzda şimdi yazılmış ki Ukrayna'nın sınırlarına kanunsuz eğer birisi yabancı peyda olsa Ukrayna kanunlarına göre ona ceza verilir. Ben dedim bilem verilir. Çünkü o ceza administrativnaya, naказание administrativnaya. Eğer şimdi birisi haksız Ukrayna'nın toprağına gelse gerçekten de yarın bir gün tutulsa ona mahkeme ola ve bu mahkemeden onu Ukrayna'nın sınırında çıkarabilirler.
Ama burada başka şeyler. Bu insanlar göçtüler, evler satın aldılar ya da toprak aldılar. Orada çalışmalar yaptılar. Burada çok böyle hareketler yaptılar ve o sebepten burada bugündeki kanunlar yeterli değil. O sebepten ben dedim yeni kanunları kabul edeyik de ve bu insanlar tek böyle soru ceza değil de administrativne nakazanya ama kriminal ne dedim bunlar cezasını yüksek şekilde versinler. Bunlar buna karşı oldular. Bu aslında milli tehlikesizlik meselesi benim anlağanıma göre. Çünkü 1944 senesi bizlerini evimizden sürgün etken son evlerimizge NKVD'şniklerini yerleştirdiler ve bu NKVD'şlikler 2014 senesi onların endi balları, torunları Rusiyaga kirmey için özünün Ukrayn pasaportlarını yakıp bu andaki sanki dersin bu Ruskaya nasilение degen insanlarını temsil ettiler. Yani bu böyle milli hafsızlık, milli güvenlik meselesi aslında dep men şahsen düşünem. Doğru öyle bir paralel göstermeye mümkün ama şimdi ben söylediğim fikir burada Ukrayna toplumu da aynı bir fikir değil. O sebepten şimdi hükümette ya da bu Ukrayna Milli Güvenlik ve de Savunma Şurasında ya da konseyinde bunu anlamayan kişilerge tek esaslanmayık da şimdi Ukrayna toplumundan siz sorarsanız şimdi bu işgal edilgen toprağa gelip yerleşkenlerin gelecekte azat edilgen son bu topraklar onların ne yapacak deseniz size birisi yerinde kalsınlar. Hakları var diyen kişinin siz bulunmazsınız. Hepsi diyecekler kendi betanlarına gitsinler. Hem öyle de olacak. Donetsk, Lugansk'tekileri de ve Kırım'dakileri de. Orada yerleşken kişilerden aslında biz buna hiçbir türlü çare vermek. Çünkü gelip de şimdi bizler orada haksız olduğumuz vakit Ukrayna devleti kendi oradaki toprağını kontrol etmediği vakit o kadar gelip de orada böyle aydutlar gibi yerleşip de orada kendilerini yaşayış hazırlayıp da son azat edilgen son ben aslı bunu çok uzatmaya da istemeyeyim. Birisine orada bir türlü şans vermeyecek. Hepsi kim gelip orada Ruslar vaktinde yerleşti, işgalciler vaktinde. Onlar hepsi kayıtacak evlerine. Rifat Ağa ve son olarak bir iki dakikamız kala bu Kırım stratejisi vesikasının 5 yıl içerisinde yerine getirileceğine ümit besleysiniz mi? Şimdi bakın siz her vakit bana böyle sorular sorarsınız. Buna oşayan sorular yok ama tek hakkınızda gör. Çünkü böyle sorulara hepimiz cevaplarını birbirlerimizden arayık ve birbirlerimiz söylediğimize çok dikkat edeyik. Şimdi bakınız elbette hepsi Allah'ın yardımıyla ama kendimiz davranmasak, kendimiz eğer bugün becereceklerimizi yapmasak, kendimiz daha yüksek böyle bu sorularımızda da isteklerimizde daha yükseklikler göstermezsek elbette ne bu stratejiye ya da diğerleri yerine geleceğine ben ümit etmez edim. Ben nege ümit etem kendi milletim işte kendimizin milletimize ve kendilerimize. Bu ümit etem degenim işte bu bizler garanti. Bizler ne kadar çok davransak, bizler ne kadar bunun sonuna çıkmak için hareketler yapsak böyle stratejiler yerine gelebilir. İşte o sebepten ben bunu da söyleyebilirim. Siz bunu burada men, sen, diğerleri demek değil. Bütün bizim arkadaşlarımız Kırım Tatar Milli Meclis azaları Mustafa Ağamız olsun. Ukraynalılar da binlerine söylüyorlar. Kırım Tatarlar eğer bütün yapacaklarını yapmasalar ya da Kırım Tatarların bütün isteklerini Ukrayna devlet olarak isteklerine de bütün haklarına Ukrayna devlet olarak yol açmasa Kırım'ı yeniden Ukrayna'nın kontrolüne kaytarması pek çok zor. Diyeceğim Kırım Tatar milleti kökenli millet olarak, tamirli millet olarak Ukrayna'nın kendi toprağını kendisinin kontrolüne kaytarmasına garanti. Başka garantiler bu dünyada yok. Büyükten büyük teşekkürler Rifat Ağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Kırım Tatar Milli Meclis Reisimiz Rifat Çubarov bizle canlı bağdaydı. Saygılı arkadaşlar, men ise bu bölükni yekunlemek mecburiyetindem. ATR telekanalından ayrılmanız zaman informasyon programması yayınımızına devam edelim.
штрафу 40 тисяч рублів за буцімто недонесення про злочин. Такий вирок совєтського райсуду для кримського татарина Енвера Топчі. На думку окупантів, він не повідомив про листування у соцмережі з Уміджоном Дададжоновим, який за версією ФСБівців брав участь в діяльності ІДІЛ. Вони вважають, що Енвер Топчі мав написати заяву, але і сам Дададжонов не визнаний винним в жодних злочинах, каже адвокат Еміль Корбєдінов. Весь процес він називає абсурдом і заявив, що оскаржуватиме несправедливий вирок. Это не что иное, как давление на весь народ. Вы, пожалуйста, адекватно отреагируйте на те заявления, которые мы пишем о преступлении в течение уже 7 лет. О похищениях, о пытках, о насильственных перемещениях, о том, что людей содержат в нечеловеческих условиях, о приговорах, о тех ярлыках террористов, о давлении на СМИ. Столько заявлений мы о преступлении написали. Где уголовные дела? Где лица, которых вы привлекли за это к ответственности? Где они? Збирати гроші за Енвера Топчі почали одразу після оголошення вироку. Люди, які прийшли його підтримати, віддали хто скільки міг. Вже зібрано більше 7,5 тисяч рублів. Дітей виховували не для російських в'язниць. Матері політв'язнів та кримсько-татарські активістки з Бахчисарая висловили незгоду з репресіями окупантів. У відеозверненні заявили, що кримсько-татарські жінки завжди боролися з беззаконням, а в часи вигнання з рідної землі виховували дітей в надії повернутися до Криму. Тепер, кажуть, на них влаштовують облави та переслідування і огульно таврують терористами. Bizim bitalarımız, kartanalarımız, büyük analarımız, katavi taptalar, общеве әпелер, өзлерінің evlatlarına, dinge, ветанға, тілге sevgi aşlağanlar. Vaqtlары olғанда Қырым үшін, Қырымға қайтмақ үшін күреш еткен. Біз балаларымызны рус зұндаларында отырмаға остырмедік. Біз ece күндіз бақып балаларымызны, оларға ана баба sevgisini ашлап, оларны хата қазалардан, қасталықлардан қорчалап, севіп остырдық біз оларны. Не үшін бүгін біз оларны бақытлы олғанларны көрамайық? Не үшін бүгін кене бұл әдәлетсізліклеріні көреміз? Біз бұл шейлерге іч разы дігілміз. Привели, кого знайшли. Під виглядом китайської делегації туристичну привабливість окупованого Криму оцінювали торговці з московського базару. Це з'ясували журналісти російського видання «Медуза». Окупаційне міністерство туризму пригощало делегатів вином, водили їх туристичними місцями та проводили спільні засідання. Виявилося, що двоє псевдоделегатів є співвласниками китайської фірми, яка шиє шкіряні куртки та взуття. Ще один є членом асоціації воз'єднання Росії та Китаю. Представники китайської діаспори в Москві повідомили журналістам, що всі троє продають одяг та взуття на гуртових ринках російської столиці. В Україні найвищі добові показники захворюваності та смертності внаслідок COVID-19. Вперше за час пандемії зафіксовано 16 669 нових пацієнтів. Ще 6748 людей одужали, а 362 померли внаслідок хвороби. Поширення вірусу можна зупинити, утворивши колективний імунітет, а для цього необхідна вакцинація, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я. За словами заступника міністра Ігоря Іващенка, жодних системних ускладнень після щеплень не встановлено. За місяць виявлено лише 3 випадки, коли щеплений пацієнт потребував лікарського нагляду. Загалом за період розгортання вакцинальної кампанії в Україні було проведено 155 587 щеплень. На сьогодні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцин. Мова передусім іде про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому. Хочу відмітити, що це передбачені реакції і побічні ефекти на застосування вакцини, які тільки доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь.
А в окупованому Криму виявили 93 нові випадки COVID-19. За даними окупаційної влади, 7 людей померли внаслідок хвороби. Окупанти гатили з мінометів 120-го калібру в бік наших позицій біля Водяного, що на Приазов'ї. Поблизу Шумів та Авдіївки застосували гранатомети різних систем, а в районі Богданівки та Лебединського відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойових втрат в лавах українських захисників немає. Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському та Авдіївському напрямках. Традиційно провокації супроводжувались інтенсивними інформаційними атаками, спрямованими на дискредитацію Збройних сил України. 24 березня передові підрозділи Збройних сил України зафіксували проведення інженерних робіт поблизу Водяного у напрямку передових позицій наших захисників. Благодаря кому пришел к власти новый хан Инаят Герай? И почему он с первых дней повел антиосманскую политику? Нам сегодня мало известно о частной жизни Инаята Герая. Однако, судя по его поступкам и отношениям к подданным, можно судить, что на этот раз Крымское ханство получило перспективного правителя. Он не стал ломать всю систему управления в государстве, менять людей на ключевых постах. В первую очередь он ценил профессионализм. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 27 марта, в 17:35 по киевскому и 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай. Часть 1. Көреміз Русия сиясеті біздеріні ассимиляция yapmak, біздеріні уларға бой сұндырмақ, тыс чоқтырмек, демек оларын тек қызмет етмек. Біршілер беклемек, yanlıştır. Оларын сиясетін көреміз бірінші işgal, сұрғынлік olsun. Олар демек қырым татарлар бұнда яшасын да, инкишаф етсін, халық оларақ сақлансын деп, ғайелері оларда ичте жоқтыр. Балалар яшылықтан білмек керек. Не үшін о душман? Çünkü bizim енді генетик тарафтан бұл bizim қанымызда енді бар. Руслар бұл душман. Руслар демек бізні тек yok etmege Украина хакимияты жевап olarak böyle sağ olun деп бізге бір adım yapmadı. Eşit meseleler böyle eşit demek dinleyediler bizim talaplarımızı ama eşitmediler. Ruslar ise ne eşitti ne dinli bizlerini. Men anlayayım ki devlet biz için kelişken bir şeyler yapmağa aşıkmay. Demek biz talap etmesek. Ukrayna devleti bizge böyle sıcak bakmasa, meselemiz çözülmesine etmese biz endi halkara arenaga böyle bir subjekt olarak çıkıp talap etmek gerekmiz. Mana bizim hakkımız var. Bizler böyle hareketler başlasak devlet de belki bizge bakıp çoğunu sorasak bir azını vermege hazır olur. Tek talaplar, narazılıklar olsun, prezident memuriyeti yanına olsun, yukarı şura ogını bunda bizler Kiyev'te olganlar mencesine endi faalleşip çıkmak gerekmez. İslam'da var ki deyler ki bir sınavlar ya da sınav ya da bir ceza mencesine halkımızın başına düşken bu vakiyalar bir sınavdır. Böyle kıyın vaktlar kene de böyle bir yanı liderlerini, yanı idarecilerini doğar da bizim halkımızına böyle bir doğru yolla alıp gidip ve vatanımızda kene de böyle devletçilik tiklemege imkanlar yaratır. Umut etem de bu kıyın zamanlar yakında bitecektir ve bizler de bu zamanlar bitmesi için faal olmak gerekmiz, hak hukuklarımızı talep etmek gerekmiz ve tek o vakit biz halk olarak vatanımızda inkişaf etip saklanabiliriz. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР в рамках марафона Save АТР «Голос Крыму» має бути в эфире. Каждый раз в это время, правда, сегодня немножко необычно, у нас Prime чуть раньше на час начался по некоторым причинам, не страшно. Вот. Надеюсь, что все у экранов уже, кто нас смотрит постоянно. Вот. Что я хочу сказать. Второй день обсуждают крымскую стратегию освобождения Крыма и возвращения Крыма, я прошу прощения. Я вчера об этом сказал 2 слова.
не хочу сказать сегодня вот нашим зрителям, всем Крымлы и украинцам, кто нас смотрит, да, вот, к сожалению, я не троллю никого и не знаю, кто там виноват на самом деле в этом всем, да, но виноват политическое руководство страны. Но для меня стратегия освобождения Крыма, возвращения Крыма, это, знаете, как бюджет Великой Британии, который вносит королеве на подпись, да, там чуть-чуть не на повозке, да, вот такие 15 томов по разделам, все, ну, 2 тайных тома, там, спецслужбы, армия, а другое это четко проработанный по датам с должностями, которые исполняются, ну, как бы все расписано. Я то, что увидел, честно говоря, ну, мне трудно считать это стратегией. Назвать это стратегией они имеют право, но я ее не читал по причинам морально-этического характера. Вот, потому что я считаю, что не учитывать мнение представителей крымстарского народа — это хамство со стороны власти. И просто, ну, это как если бы без Зеленского решили там по Донбассу что-нибудь, а потом ему сообщили бы. Я тоже точно так же бы сказал, какого черта вы президента Украины не слушаете. Да? Вот такая же история, только уже внутри страны. Но этика такая же, да. Вот. Но в понедельник, запомните, прошу вас, быть в 8 начнется прайм. Будет Изет Гданов, очень, так сказать, людина такая обізнана, человек, который был долгое время первым замом представителя президента ВРК. То есть они начинали это все готовить, он, ну, как бы знает всю эту тематику по всем отраслям. Вот. И уже не я тут буду свои какие-то эмоции, ну, подумаешь, там, крымских татар не заметили. Ну, что обижаться тут? Ну, жизнь есть жизнь. Нас это с 1783 года за людей не считают, в принципе. Вот поэтому, ну, нормально есть. Это же постсоветское такое отношение, постимперское. Это все отрыжка империи, когда все международное сообщество замечает наш народ как коренной народ и как народ оккупированный. Но чиновники в нынешней администрации, не знаю где. Вот. Наверное, там есть разные люди, но в итоге выходят документы, где так левой пяткой упомянут коренной народ, который главный пострадавший вообще, и так всю жизнь страдавший. И главный пострадавший от оккупации Крыма, а он такой в разделе «разное», да, находится. Там это категорическая ошибка. Вот. Я не собираюсь скрывать свое отношение к этому. Я не политик, мне, в общем, слова выбирать не нужно. Я человек, который может себе, слава богу, позволить. Я не в системе в этой, да, и ни в какой, ни в той, и ни в этой не буду. Вот, поэтому я надеюсь, что это будет исправлено. Вот, но поживем, увидим. Там наши представители, естественно, и Рифат Агачубаров, и Мустафа Джемилев свои возражения высказали, свои пожелания, скажем так. Но это требование народа, на самом деле. Наше полное право природное, да, признаны уже Европой всеми, но почему-то не дошедшие так эхом до наших чиновников. Я надеюсь, что у наших лидеров получится все это дело довести, и это будет выглядеть не как унизительная процедура сообщения, так сказать, братьям меньшим о том, что с ними будет или чего не будет, а как совместное решение двух народов, коренного народа Крыма, коренного народа Украины, Крымлы, и украинцев, собственно, как титульного народа этой прекрасной свободной страны, которая воюет сейчас с Россией за освобождение своего Крыма. Была такая светская проповедь с моей стороны. А сейчас у нас гость, совершенно фантастический человек, который в истории спасения АТР играет мало кому известную и заметную, но если не ключевую роль. Да. Это мой давний друг уже с декабря 2013 года, священник Православной Церкви Украины, руководитель службы социального служения Православной Церкви Украины, капеллан 30-й отдельной моторизованной пехотной бригады имени князя Константина Острожского, отец Сергей Дмитриев. Салям алейкум. Салям алейкум. Я долго говорил, прошу прощения. Но я хочу тебе сказать, можно я расскажу всю историю про тебя? Вот про тебя и про АТР, про всю эту историю. Вот он сам про себя просто, я потом задам вопросы. Дело в том, что Сергей сам по своей собственной инициативе, если бы там был другой человек, он незнакомый нам, он друг нашей компании, Сергей, и мой личный, мы бы и не знали о том, что проходит встреча предстоятеля ПЦУ, значит, с представителями семей политзаключенных. И туда, как канал, который об этом постоянно смотрит, был приглашен, показывает эти все истории, трагедий семей политзаключенных. Приглашен был я, как представитель АТР,
Мы там снимали, и я имел возможность пообщаться. Ну, и Кремлы вы приглашали? Да, там не только я, там Илья Умеров был, уважаемый Илья, там еще люди были хорошие. Вот, и мы выступили, все говорили про АТР, и Илья Умеров, и другие, кто там был, значит, Элеонора Бекирова, Исмаил Рамазанов и я. И я имел возможность, вот, глядя вот как сейчас на Сергея, с Габриэлем Ландсбергесом, министром иностранных дел Литвы, рядом сидел посол Литвы, Вальдемарас Сарапинос, сказать вот все прямо, как оно дела обстоят с телеканалом АТР, и почему мы обратились, собственно, за поддержкой к литовскому президенту, правительству и парламенту. Потому что нас поставили наши чиновники в безвыходную абсолютно ситуацию. Это был очень конструктивный, понятный разговор. Я обрисовал, так сказать, морально-этический облик наших некоторых ответственных чиновников и попросил литовских друзей смотреть возможность, как нам помочь в этой ситуации. Но это еще не все. Можно я второй эпизод расскажу? Не полностью. Не полностью, хорошо. А второй эпизод — это, опять же, ничего, что связано с какими-то фронтовыми делами, не проходит без святого отца нашего. И когда президент Литвы, когда он приезжал? В прошлый четверг. В прошлый четверг президент Литвы, он никогда не был, кстати, ну, в качестве президента точно, не знаю, был ли он вообще в Украине. Нет, первый визит. Первый визит вообще, да. Новый президент Литвы после Далижа пришел Гитанас Науседа, и он приехал, и была встреча с ветеранами войны, куда в том числе были приглашены и крымские татары, ветераны, но, к сожалению, там по причинам, независящим от них, не смогли попасть в это время на встречу. Вот. И они должны были передать письмо от канала АТР лично президенту Литвы. Но так как не получилось лично прибыть нашим ветеранам, письмо это взял святой отец Сергей Дмитриев и зачитал и отдал президенту Литвы. И что сказал на это президент Литвы? Ну, письмо передали, с ним его сопровождал премьер-министр, чиновники. Ну, и взяли его на рассмотрение, потому что... Ну, а что ты сказал сам по себе? Ну, знаешь, это же встреча другая была. Ну, понятно, да. И поэтому... Ну, его читали прямо, чиновники начали прямо сразу читать. То есть то, что дается первым лицом государства для рассмотрения и поддержки. Но мы говорили, я говорил ему в контексте, что идет крымская платформа, и для того, если крымская платформа будет, туда на крымскую платформу приглашены разные представители разных стран, в том числе, чтобы они знали, какая ситуация со свободой слова по крымской платформе. Это важно. Это очень важно. Но я знаю, что президент Литвы, как и любой литовец просто, он относится, он знает, что такое Крым и что такое крымские татары. Ну и в Литве сейчас проходят дни крымских татар. Да, это же вот те литовские татары, так называемые литовские татары, это же харамлы, просто исторические судьбы такие у нас. Ну, ты же знаешь все. Наш первый хан родился там. Там такие, ну, это был военный союз, и политический союз, и постоянные обмены там, и всем чем угодно. И одна из 13, знаешь эту, да, историю, что одна из 13 погибших, она потомок как раз девочка крымских татар. 13 января, вот 30 лет назад, Лорета Асанович. Я был на ее могиле, ставил лампадку. Да, был? А когда я приезжаю в Вильнюс, я посещаю кладбище. Там есть аллея героев такая тоже, и там всегда горят лампады. Скажи, Сергей, почему ты? Вот какое вообще ты имеешь отношение к крымским татарам? Когда ты вообще увидел первого крымского татарина, узнал, кто мы такие, да? Первого крымского татарина я увидел, это был населенный пункт «Приятное свидание». Есть такое, да. Это где якобы это... Ну, якобы, да, это не важно. Да. Я ехал с одним польским профессором, женщиной, она была очень такая ревностная католичка, она хотела посетить костелы на территории Крыма. И со мной был водитель из Курска. Ну, так получилось, что он нас подвозил из Сумы, ехали. Ну, так, через всю Украину, но нам нужно было доехать до Керчи и там вот побывать в том месте, где Азовское и Черное море. Угу. И вот у нас сломалась машина, может, это был «Жигули» копейка. Там нужно было что-то варить или там делать. Какой год, еще раз напомню? Это был 99-й год. Угу. И вот, значит,
мы нашли, значит, человека, который в воскресенье там согласился нам подварить, ну, какой-то гараж там нашли, там вот, ну, местный житель, который согласился нам помочь. Помочь за какую-то символическую плату. Он видит, что мы сломались, там как-то эту машину там докатали, там что-то. Вот, и мы, а я видел рядом храм, и там на храме была табличка, что это греческий храм. И подойдя, значит, к этому автослесарю, ну, там, человеку, который нам помогал, ну, да, в гаражах он там делал ремонты, вот, и я почему-то подумал, что он грек. Ну, вот, ну, что-то я себе так решил. Это просто раньше так рассказывают, что в Крыму были древние греки, а потом сразу русские. Да. Вот. Ну, и как-то по его внешности, так это, я вот себе решил, что это точно грек. И что-то там я начинаю спрашивать там про крымских татар, ну, и как мальчик, который вырос в советской школе на Крайнем Севере, и вот эти все в учебниках там вот, что вот, ну, монголо-татары, крымские татары, ну, какая разница? Я два слова вставлю. Да. Айдер, встань, пожалуйста, расскажи всему классу, почему твой народ предал родину. Город Тамбов, 87-й год, да. Учительница истории. Ну вот, то есть, ну вот там, и вот я ему задаю какие-то вопросы про крымских татар в очень негативном каком-то таком контексте. И вот и он терпеливо слушает, что-то там отвечает, а потом такой держит, говорит, вы, говорит, извините, я вообще-то крымский татарин. Вот, и я ему такой говорю, знаете, говорю, я хочу извиниться, потому что вы, говорю, нам могли бы тут уже и колесо проколоть, а вы так все так... То есть это был настолько интеллигентно выдержанный человек, ну, видя, что мы там... Представляешь, мы сколько такого наслушались? Там приехали мы непонятно откуда, да, и там себе... И это было первое знакомство. Второе знакомство было, когда я любил ездить не на ЮБК, а я любил ездить в Старый Крым, вот там в горы, там, ну, вот от Судака вверх туда, да. И там было очень много крымских татар, и я... Ну, пропаганда была такая, что нас съедят, вот страшные люди, зарежут, там украдут, там все, там, и так далее. Вот, а это были очень гостеприимные люди, с которыми, ну, ты реально погружался в другую культуру, какую-то такую, вот, ну, сказочную просто. И это было такое вот знакомство. Я даже помню, настолько эти знакомства дошли до того, что я в Евпатории освещал крымско-татарский ресторан у мусульман. Да ладно? Да. Скажи мне, пожалуйста, а когда у тебя вот полная картина появилась в голове того, кто такие харымлы и что это за народ? В 2003 году, когда я стал изучать историю Крымского ханства, историю Украины, отношений, и я в это время находился в Польше, и в Польше я, ну, как бы польский взгляд на историю отношений и такой европейских, ну, стран там 17-16 века, какие были взаимоотношения. И это абсолютно, ты знаешь, это был переворот в голове. Да, переворот в голове. Это тоже у меня были такие моменты относительно других каких-то историй, но ты можешь себе представить, сколько мы наслушались подобных вещей от разных людей. Даже вот ты же не злой человек был, да, ты просто вот это все впитал еще со школы, да. А как нас встречали в Крыму, вы можете себе представить, да. И когда вот сейчас, когда вот принимают стратегию Крыма, да, и вообще не спрашивают нашего мнения. То есть, но я тебе хочу сказать больше. Это же и про украинцев так было. Я помню, я вырос в Мурманске, и вот первый раз я поехал в пионерский лагерь, мне было 7 лет. Я ходил в 1 класс, и мы ехали в пионерский лагерь под Тернополем. Это где было село Вишневчик, что-то, ну, что-то такое, да? И нам уже, садясь в поезд в Мурманске, а ехали мы 3 суток на поезде, и нам уже, маленьким детям, говорили, вы едете, вот это Западная Украина, там бандеровцы, вы не выходите за территорию. Да, это помню, нам тоже говорили. Да, и да, тоже я помню, будучи, ну, таким маленьким мальчиком, мы шли там на озеро купаться, ну, как вот там пионеры за ручку там все, да. А я, ну, из верующей семьи, и был праздник Маковеев или Яблочный Спас, ну, что-то вот такое. И бабушки выходили, они там семечками угощали, мак дарили, там вот все такое вот. И я такой себе понимал, что меня обманывают. И
Мне там бабушка там подарила яблоко, я понимал, что оно освященное, я там бережно в тумбочку положил, а ночью кто-то, значит, тумбочку открыл, и свои, значит, воспитанные русские ребята, они просто сломали этот мак, раздавили это яблоко и вот рассыпали там по полу. Да? И это вот такие были две культуры, да, куда мы, цивилизованные люди, приехали отдыхать. Да, и вот ну, такие примеры, они постоянно сопровождаются. И я как бы с детства я всегда понимал, что нужно на личном примере всегда сравнивать. Если тебе что-то говорят, это не всегда так. Это надо всегда перепроверять на личном опыте. Ну, понимаешь, что было, ты расскажешь в советские времена. Вот от такого отношения, ничего не поменялось. Такого отношения к крымским татарам со стороны, я не говорю всех. В Украине, конечно, большинство нормальных людей все понимают. Да, отношение к крымским татарам совсем другое. Я просто знаю это везде. Вплоть, там, не знаю, от ректора университета до любого там учителя в школе и так далее. Но это небо и земля. Просто вот на личном уровне. Но в политике, они, как понимаешь, они как сидит в них это. Вот крымских татар не подпускать. Без них все за них решить. Как можно про Крым решить без крымских татар? Как можно про православную церковь Украины решить без православной церкви Украины? Как можно решить там про Украину без Украины? Да? Ведь как это, почему это происходит? Это от неуважения к людям, от взгляда на жизнь советского. От чего это все? Ну, я думаю, что, знаешь, пора крымским татарам, мне не раз слово крымские татары, я называю крымцы. Крымцы, да, пора выходить в большую политику. Это как? Я, может быть, сейчас, скажу, из церкви не уволят? Скажу, может быть, крамольные вещи, может быть, обидные там, для вас, там, да, но не могут 3 человека в Верховной Раде быть делегированы всем народом. Каждый крымский татарин, где бы он ни находился, пора переходить в такое, я не знаю, позитивное, агрессивное действие. Смотри, так вот, наверное, из этого и проистекает проблема АТР. Смотри, просто давай с методом исключения. Мы не политическая партия. Мы никуда почем-то не баллотируемся. Ни руководитель, ни зам, ни журналисты. Мы занимаемся только своим делом, только исключительно показом, голосом крымских татар из Крыма и тех, кто живут везде. Да? Через нас звучит голос, да? Голос Крыма. Оттуда, тех людей. Голос, боль, слезы там, и так далее, тревога за будущее. То есть вот это нежелание поддерживать наш канал, это желание не слышать, понимаешь? Ты правильно сказал, действительно у нас, мы количественно, нас мало. У нас математически, вообще-то и во всей Украине 0,1%, да? А в неоккупированной части Украины, я даже, это никто не знает, мало, да? И нас математически мало. Единственное, что позволяет нас слышать, и мало депутатов у нас, хотя это уважаемые люди, там, и Мустафа Джемилев, там, глава Меджлиса Рифат Чапаров, но их мало, действительно мало. А давление такое общественное может создаваться, когда многоголосие. А Крым же отрезан, ему пережат вот этот перешеек, понимаешь, вот так. И если еще вот информационно вот это так разорвать, вот эту связь, да, то вообще эти голоса, даже очень уважаемых людей, их можно будет делать вид, что не слышишь. Это удобно. Послушай, я знаю очень много ярких, уважаемых людей, не просто среди украинцев, мирового значения. Среди актеров, культуры, там, музыкантов. Я не буду фамилии называть, все это понимают даже, я думаю. Да. Да? Врачей, юристов, адвокатов, интеллигенции, в конце концов, даже в Киеве там просто, которые либо крымские татары, либо они очень близко привязаны к Крыму. И я думаю, что нужно консолидировать и говорить об этом. Даже есть простой пример. Да, есть Совет церквей в Украине. Всеукраинская рада церков. До войны представник Ради церков в Україні був присутній і приймав участь в Раді церков. Сьогодні представника від кримських татар, мусульман немає. Это вообще позорище страшное. 8-й год оккупации. А почему немає? Муфти есть, Айдар Рустемов, ты его прекрасно знаешь. Почему, допустим, представители Меджлиса вместе не пойдут на Совет Рады церков, скажут, вот наш новый муфти, решить этот вопрос нужно, но никто не будет решать такие вещи, скажем, там я хорошо есть. Да? Давай я откровенно отвечу на твой вопрос. Я думаю, что вот еще это проистекает. Знаешь, с чего? Из того, что, понимаешь, мы потеряли очень многое, крымские татары, в своей жизни. Для нас самое страшное — это потерять еще и Украину,
это конец всему, понимаешь? Ну, не конец всему, но все возвращается, мы народ бумеранг, и Украина будет бороться до конца. Это, ну, такие все эти как бы постулаты мы можем проговорить, но для меня страх, что вот что-то будет плохое с украинским государством, это еще ухудшает наше положение там в сотни раз, да? И наши лидеры, они очень, очень сильно государственники. И Чубаров, и Джемилев, они государственники, понимаешь? Они, даже если видят, что вот такое происходит, они не готовы хайповать на этом. Они не готовы, как другие, там, орать, там, звучать по трибуне, там, да, кричать, вопить, там, устанавливать палатки, кидаться чем-то в кого-то, да. Они не из того теста. Но я думаю, что, зная, что они такие, зная, как они относятся к Украине, да, как раз вот эти циничные люди, которые сейчас занимаются удушением АТР, вот они это используют. Здесь такая, знаешь, ловушка моральная. То есть они же, ну, не могут эти люди бороться вот с действующим правительством Украины. Понимаешь, они не могут. И мы не хотим бороться. Нас ставят ситуацию просто к стенке. Потому что мы не враги ни правительству, ни президенту, ни его партии, ни другим партиям, никаким партиям. Если вы за Крым, то мы за Крым. Но вот это отношение, вот эта стратегия, написанная без нас, мы без вас обойдемся. Идите там, посидите, да? В оккупации. Ну, сколько-нибудь посидите, мы без вас тут решим. Вот это без вас, вот это вот такое отношение. Я очень сильно боюсь какое-то слово плохое сказать, но оно прям вот спиной чувствуется. Я выступаю за активность. Я думаю, что нужно. Но это только при поддержке украинцев самих. Но мы, понимаешь, какая история? Поддержка будет тогда, знаешь, есть такая прислів'я, коли дома пекут, тоді другі дають. Ты знаешь, но, если честно, поддержка-то есть. Чему ж тут пеплом голову посыпаем? Ты посмотри, сколько людей выступило за АТР. Тут все артисты были украинские, тут все были рок-музыканты. Говорите, что нужно. Я думаю, что надо выходить и за камеру выходить. Я думаю, что, конечно, речь идет не... Кабинет министров надо выходить. Надо, ну... Ставить палатку там, оттуда вести прямые эфиры, прямо вот, знаешь, поставить палатку АТР. На крымской платформе. На крымской платформе, кстати, что просим включить и написать требования, чтобы люди, проходя мимо, там подписывались. И прямо оттуда вести вот этот вот прайм, вести прямо из-под Кабмина на улице. Ну, вот. Сейчас у нас плата за аренду, долг достигнет той суммы, которую арендатор уже не будет. На 2 года взять вот эту палатку, поставить это бесплатно, кстати, как митинг, и вести там праймы прямо под Верховной Радой, под Кабинетом министров, 2 площадки сделать и собирать подписи депутатов, приглашать. Но если так будет, то ты будешь моим соведущим. Вот. Я просто священник. Ты не просто священник. Вот, А ну-ка, у нас сегодня еще, знаешь, кроме такой, совершенно вещи такие неожиданные ты говоришь, и, конечно, это понятно, что речь идет не о партии, никакая, конечно, партия, вот именно крымских татар не нужна, но это просто, ну, как бы странно. Но какое-то движение, на самом деле, с украинцами вместе нужно, это очевидно. Идти в местные советы, в местные органы самоуправления, Херсонская область особенно, там, в районе Генического нужно. Но это надо действовать именно в связке с теми именно украинцами, которых много, да, которые нас поддерживают, и самых разных, да. Да. Вот из разных партий, движений, неважно. Но мне вот на самом деле все равно, если человек за Крым, за крымских татар, за нашу Украину общую, то мне все равно из какой он партии, ну, кроме ОПЗЖ, вот честно. Ну, я понял твою саму мысль, да, что просто мы, крымские татары, ты знаешь, какие мы, очень скромные люди. А кто борец, той здобывает свит. Вот и все. Ну, просто, понимаешь, вот есть вот нюанс такой. Вот с русскими бороться, это сам Бог видел, понимаешь? А тут получается странная ситуация. Собственное правительство вынуждает бороться с собой. Это вообще на голову. Вот литовцы, ну ты же знаешь, говорят с литовцами, им объяснить это невозможно. Война, я говорил, и сейчас говорю, Дася, я не борюсь там, ну, с русскими. Но я не борюсь с нацией. А я борюсь, ну, там же не только русские воюют. Русско-мирные. Русско-мирные, но граждане Российской Федерации. Там, да? И там, ну, хватает еще там других товарищей. Вот. Это все равно, если ты присягнул русскому миру, то все. Но в первую очередь я борюсь с неправдой, агрессией, ложью, да, там, ну, с нечестностью, с терроризмом. Ты перечислил, знаешь, как вот все части русского мира просто поддерживают. Слушай, и если сегодня кто-то из граждан Украины занимает позицию лжеца, нечестности, недержавности, но надо тоже с этим явищем бороться. То есть ты вот как святой отец говоришь, что правда это главное. Да, потому что мы же типа вектор во время Майдана мы взяли вектор на Европу. И мы хотим быть в Европе.
И чтобы быть в европейском сообществе полноценным, да, то есть не географически, а полноценным, и хотя бы те ценности, которые... Там тоже, конечно, не все в порядке, да, но те ценности, которые европейское государство продвигает, там, декларирует и пытается исполнять. Да, что человек это первый, там, коррупция, судебные там, институции, все. Нам нужно к этому идти, объединяться вокруг этого и не бояться то, о чем и Чубаров говорит, там, да, там, правовым путем заходить. Мы же не призываем там брать в руки там грабли, там, да, и граблями там вычищать, там, да, там. Кстати. Вот. То есть адвокат, юристы писать, выходить, говорить, но всегда нужна дия. Як буде дия, будут прибічники, буде... Ну вот поэтому мы, собственно, с Сергеем боремся за наш телеканал, потому что это как наш телеканал, это как рупор, мегафон, как угодно назовите, потому что нас математически мало, но нас должно быть много вместе с украинцами, нас должно быть слышно, понимаешь? Вот поэтому самый большой цинизм в этом, что в момент, когда это, как знаешь, из гетто доносятся голоса, и часть жителей слышит вот Варшавы из гетто голоса. Но какие-то жители Варшавы, им не нравятся эти голоса. Да, что мешают жить там, на работе там беспокойно. Форточку откроешь, а там что-то про Крым. Ну, лучше пусть они замолчат, а мы тут что-то будем вот как-то решать. Но голоса неприятно. Но каждый день про это Крым, 8-й год уже, крымские татары, уже 150 политзаключенных. Там, это же грустно все. А где дискотека, где победы, где, так сказать, вот эти реляции победные и так далее. Но мне кажется, что это вот уход от осознания, короче, надо видеть реальность. Скажи за правду. Вот что такое для тебя, как религиозного человека, и, наверное, для всех религиозных людей, честных религиозных людей, что такое правда вообще? А правда — это Бог. Вас священниками за краткость берут? Ну, да? Почему? Ну, это написано во всех святых книгах, в Коране тоже. Ты читал Коран? Я поверхностно читал Коран. А ты знаешь же, переводы есть. Ну, вот я читал переводы. Вот я Коран на арабском не читал, а вот смысловые переводы, которые выпустили, кстати, на украинском языке. Но они хорошие. Вот. И мне сказали, что они хорошие. Хотя у меня есть и на русском языке перевод. Расскажи, мне кажется, история — это самое важное, что иллюстрирует жизнь вообще нашу. Это истории не рассказанные. Расскажи, как вы молились с нашим муфтием на польской границе, а потом пошли обедать. И что там было? Не хочу все рассказывать. Ну, не все. Мы ехали на форум, Люблинский форум европейский, и с нами ехал представитель иудейской общины, муфти Айдер, и я. И поскольку Люблин — это же недалеко, совсем под границей, мы уже заранее переоделись, и мы уже были все в своей священной одежде, каждый, как там, подрясник, там крест, муфтия, его там тюрбана, как он называется, не знаю, там, это вот шапка там. Но поскольку мы ехали всю ночь, и мы спешили там, чтобы успеть на границу, муфти, он ночное время молитвы он переносил. И он один раз, мы там остановились на заправке, мы там на вечер, там где-то там, я помню, что после ужина он останавливался, там помолился он там. И он говорит, что мне пора читать намаз. А мы как раз находимся между польской и украинской границей. То есть мы украинских пограничников проехали, а из-за того, что у нас представитель иудейской общины был бывший гражданин России, и он только получал вид на жительство в Украине, у него там что-то с документами, нас вот попросили встать в сторону. Это был Павел Фельдблюм. Да, это был Павел Фельдблюм, да, и нас попросили встать в сторону. Ну и мы там стоим 5 минут, и муфти, он выходит из машины, говорит, я буду тут молиться, он расстилает такую клеенку, а там такой ветер ужасный такой, вот эту клеенку сдувает, я думаю, я выйду, подержу ему клеенку. И картина такая, совершает намаз муфти, и священник с крестом ему помогает, держит клеенку. В это время открываются форточки, человек в кипе, говорит, может быть, вам чем-то помочь? Вот. И я смотрю по сторонам, что к нам бежит этот пограничник с украинской стороны, девушка, капитан, и
машет руками, говорит, вы можете ехать, только ничего не делайте. Говорим, мы сейчас еще минуту и уже уедем. Говорю, все нормально. И нас, смотрю, на телефоны все снимают, вот так все стоят с телефонами. Вот такой вот. И мы там, когда мы приехали уже в Люблин, мы очень хорошо выступили, потому что мы были втроем, мы говорили о религиозной свободе, мы говорили о крымских татарах, о притеснении крымских татар в Крыму. Рифат Чубаров был с нами тогда на форуме. И мы гуляли везде, все с нами фотографировались, как с представителями 3 авраамистических религий. Вот. И это была очень важная такая политическая поездка. И Хайтарма еще играла. Вот. Мы приехали в польский ресторан, мы пошли в польский ресторанчик, он был еврейский польский ресторанчик. И почему-то поляки, включая Хайтарму, они думали, что это еврейская музыка. Вот. И тогда им Павел Филюк говорит, а это Хайтарма играет, а не еврейская музыка. Вот. И мы там разговорились с хозяином ресторана, рассказали там тоже про крымских татар там, и так далее. Феерические истории, конечно. Такого не придумаешь. Как и, знаете, как и наша история с тобой знакомства. Это декабрь 2013 года, Майдан начался, ты с Майдана, значит, прилетаешь в Москву, и в редакции МК совершенно случайно нас знакомит человек, который сейчас, наверное, уже и не вспомнит про это. Ты пишешь на стене «Слава Украине». Но я забыл его фамилию. Я не вспомнил. Да бог с ним. Мы не будем подвергать его риску. Может, он там уже, не знаю, кем стал. А может, и надо подвергнуть, но не хочется вспоминать. Не знаю. Там с такой с людьми происходит. Не знаю, кто там кем остался. Вот. И не интересуюсь даже. Мне как-то страшновато даже людей, которых я знал, узнавать, что с ними, если они мне не пишут. Скорее всего, все плохо. Но не знаю. И там стена такая была в МК, и Сергей написал «Слава Украине». Это такая стена, где пишут гости почетные. По-моему, потом все редакции там через год отдирали, когда уже... Ну, даже не через год, наверное, уже после марта 14. А потом ты из Херсона уехал, там был приход у тебя. Из Херсона приехал в Киев, а между и мы тут уже встретились в 2015 году и с тех пор дружим. А вот этот период ты был капелланом, и ты остаешься капелланом 30-й бригады, одной из крупнейших и уважаемых боевых частей украинской армии. У тебя вот Падре написано, это позывной на твоей куртке. Расскажи, что такое быть військовым капелланом. И, скажи что-нибудь про армию. Вот про армию и твои Слушай, дела. я не знаю, что рассказывать про армию. В армии все хорошо. В армии все хорошо. Я горд за то, что у нас такая армия. И мне есть чем сравнить, потому что я вырос в военном городке. Вот, советская. Советская, да, армия. И я, так понимаю, где-то у меня же все родственники военнослужащие, кто служит в российской армии. И я понимаю, что у нас все же таки лучше гораздо. Пример такой простой, срочники. И вот я недавно там, неделю назад с командиром бригады совещание, и он такой говорит, капеллан, говорит, вы сегодня к срочникам идете? Говорю, да, иду. Спросите, что им нужно. Мы забыли про солдат срочной службы. Это мальчишки, которым там 18-19 лет. Вот, спросите у них, что им нужно. И я там, у меня была с ними беседа, мы там разговариваем, и в конце я задаю вопрос, ребята, что нужно вам? Чтобы вот эти 1,5 года, которые вы служите, чтобы они не были скучные, и вы не считали, что вы потеряли 1,5 года жизни. Он говорит, да у нас все есть. Я говорю, нет, вы можете, не стесняться, сказать, никто не узнает, все конфиденциально, скажите, что треба. Да у нас и бильярд є, То есть ты... и стиральные правильные машинки є, да, и мы читаем, мы тут настольный теннис, там все. Там вот ходим, были недавно на стрельбище стреляли, я говорю, так, подождите, говорю, там, говорит, мы фильмы смотрим, нам проектор поставили, мы в любое время можем прийти и смотреть, когда захотим, с 7 до 11 вечера можем идти смотреть фильмы. Я такой думаю, что-то, подвох какой-то, думаю, подымусь наверх, посмотрю, там библиотека, реально стоит бильярд, там кто-то играет, спортивный зал сделан. Но я там посмотрел, что у них воды нет горячей. Говорит, говорит, через дорогу баня, тут мы холодные, там, говорю. Я там звонил комбриг, говорю, давайте, им бойлер поставим, чтобы они не через дорогу ходили в баню мыться, там, а чтобы они могли полоснуться, нужно, говорю, 2 или там большой бойлер 1. Говорю, в принципе, наверное, все. Но их сейчас карантин, никаких экскурсий, там ничего там делать не можем.
Ну вот, ну, понимаешь, сама суть в том, что командир бригады, который может вообще на них не обращать внимания. То есть есть там офицеры, это не его уровень, конечно. Который там, ну, он лично просит проконтролировать, все ли хорошо. Ну, молодец, что я хочу сказать. И это, ну, там, сержант, который с ними там, вот, ну, за ними смотрит, заботится о них, он реально как папа и мама. Ну, тут надо сказать, что нынешняя украинская армия, она, по большому счету, профессиональная. То есть, большая часть это профессиональные, многие с 2014 года. Там, ну, там, не будем всех перечислять, чтобы никого не забыть. Наши друзья из 30-й бригады. Но срочников там мало. И они действительно там вот как дети. Ну, они действительно дети. Ну, не дети. Хотя на войне, если, не дай бог, начнется там... Ну, знаешь, что в 2014 году 30% срочников... пошли добровольно на войну, и многие из них стали командирами рот. Сейчас да, но война это так. Да, это... И карьера... слушай, да там ребята, которых мы знаем, они же это сейчас им сейчас по 27 лет, а было 20, я прошу прощения тогда. Я еще хочу сказать, про тебя рассказывать можно даже без того присутствия. Я могу сейчас рассказывать про Сергея Дмитриева, просто так по пунктам. Кроме этого, опять тоже никто не знает, он же никому ничего не рассказывает, да? Он провел столько всяких вещей для Крыма, для крымских татар именно, и для молодежи, и для женщин-переселенок, как открыть свой бизнес. Именно из Крыма, именно Харымлы, да? Вот, это... Ой, а у нас, знаешь, одна из участниц нашего проекта, это была школа бизнеса, это были деньги посольства Литвы и посольства Германии. У нас мало времени. Мало времени, да? Ну, тогда я объявление сделаю. Вот, такой проект назывался «Чей чебурек». Она сейчас подала в ЮНЕСКО. Вот как борщ, что борщ украинский, а чебурек, что это только крымско-татарское блюдо, что было внесено в ЮНЕСКо. Она подала вот это сейчас. Ушли документы? Да, документы уже ушли. А то сейчас русские какой-нибудь пирожок испекут и побегут туда. А еще у нас есть образовательные проекты. Ты был на одном из проектов. Да, я вообще в шоке был. Я просто хочу обратиться. Если кто-то из молодежи крымско-татарской захочет абсолютно бесплатно, есть еще 29 мест, дорогие друзья. 29 мест для молодежи, которая в этом году закончит 11 классов, сдаст ЗНО. Средний балл должен быть выше среднего. И может учиться в Литве абсолютно бесплатно, можно к нам обращаться, ко мне, там, через тебя. Ну, то есть службу социального служения. Да. Вы можете себе представить, вот так на секундочку просто, да? 29 мест для крымских татар в вузах Литвы. Обращайтесь в Православную Церковь Украины в службу социального служения к святому отцу Сергею Дмитриеву, да? И это вообще в голове не укладывается, оно так каждый день. Я тебе больше скажу, у нас, значит, мальчик, он мусульманин, и он стеснялся сказать, что ему нужно там для намаза место для молитвы, и он ходил в немецкий культурный центр, потому что там была комната рядом с университетом. Отдельная. И в немецком культурном центре кто-то ему сделал замечание. Об этом литовцы узнали. Они наказали директора немецкого культурного центра. Этому молодому человеку выделили комнату в университете для молитвы. И сказали, что он может с урока в любое время вставать с пар. И вставать, когда ему нужно совершать намаз, он может там молиться. Так что религиозная свобода тоже об этом подумали. Но еще и литовцы вообще, знаешь, они другие народы уважают. Вот на самом деле. И к Крыму относятся очень хорошо, и к украинцам. Это просто им надо отдать должное. Люди с таким достоинством огромным. Вот. Еще какие-то объявления есть? Ну вот по учебе, потому что у нас 2 месяца до набора студентов. Мы отбираем, ну, есть... Это, скажи, это на сайт Элиос, куда писать? Да это просто, я думаю, можно к нам на почту, на Элиос Украина, через Facebook или на почту написать. Элиос Украина, Элиос, да? Да. Элиос Украина, да. Значит, или да. в Фейсбуке. Ну, в Фейсбуке найдете, это все вот падре, Сергей Дмитриев. И я когда каждый новый его проект узнаю, у меня вообще крыша едет. Я думаю, когда ты все успеваешь? Сейчас вот вы открываете дом для... Да? Сейчас мы открываем шелтер для женщин, пострадавших от домашнего насилия под Киевом. Если случается такая беда, как домашнее насилие над женщиной и ее детьми, там можно найти приют. Может жить у нас от 3 до 9 месяцев. Возраст не ограничен. Спасибо, мы уже перетянули программу. Да. Слава Богу, что ты с нами. Слава Богу, что такие люди есть. И слава таким людям, что они вообще когда-то, знаете, мы когда-то, вот как евреи сделали праведники мира, когда-то будет такой список праведников Крыма. Это люди не Крымлы, которые за нас бились. Один из них был сегодня в нашей студии. Всего доброго, смотрите АТР.
штрафу 40 тисяч рублів за буцімто недонесення про злочин. Такий вирок совєтського райсуду для кримського татарина Енвера Топчі. На думку окупантів, він не повідомив про листування у соцмережі з Уміджоном Дададжоновим, який за версією ФСБівців брав участь в діяльності ІДІЛ. Вони вважають, що Енвер Топчі мав написати заяву, але і сам Дададжонов не визнаний винним в жодних злочинах, каже адвокат Еміль Корбєдінов. Весь процес він називає абсурдом і заявив, що оскаржуватиме несправедливий вирок. Это не что иное, как давление на весь народ. Вы, пожалуйста, адекватно отреагируйте на те заявления, которые мы пишем о преступлении в течение уже 7 лет. О похищениях, о пытках, о насильственных перемещениях, о том, что людей содержат в нечеловеческих условиях, о приговорах, о тех ярлыках террористов, о давлении на СМИ. Столько заявлений мы о преступлении написали. Где уголовные дела? Где лица, которых вы привлекли за это к ответственности? Где они? Збирати гроші за Енвера Топчі почали одразу після оголошення вироку. Люди, які прийшли його підтримати, віддали хто скільки міг. Вже зібрано більше 7,5 тисяч рублів. Чи існує Дададжонов і чи живий він, не знають навіть російські слідчі. Окупаційний Нижньогірський суд заслухав докази у такій же справі про недонесення проти Айдера Кадирова. Захисту дозволили залучити та розпитати фахівців. Адвокат Ліля Гіміджі каже, що переписка з так званим Дададжоновим була ще до 2015 року. А експерти не змогли підтвердити, чи він зараз в зоні бойових дій, чи де-інде. Вход в систему, в аккаунт выполнялся с разных точек. Это и Киев, это и Лондон, где находится достоверно Дададжонов, я думаю, неизвестно даже самим экспертам. Дададжонов использует при общении в соцсети имя Али, то он использует имя, то приводится в переписке, что Али умер, и абсолютно непонятно, о чем эта переписка. В той переписке, которая инкриминируется моему подзащитному, защита утверждает, что действий, содержащих признаки преступления, предусмотренного инкриминируемой статьей, не содержится. Дітей виховували не для російських в'язниць. Матері політв'язнів та кримсько-татарські активістки з Бахчисарая висловили незгоду з репресіями окупантів. У відеозверненні заявили, що кримсько-татарські жінки завжди боролися з беззаконням, а в часи вигнання з рідної землі виховували дітей в надії повернутися до Криму. Тепер, кажуть, на них влаштовують облави та переслідування і огульно таврують терористами. Bizim bitalarımız, kartanalarımız, büyük analarımız, katavi taptalar, общеві әпелер өзлерінің evlatlarına, dinге, ветанға, тілге sevgi aşlağanlar. Vaqtlары olғанда Қырым үшін, Қырымға қайтмақ үшін күреш еткен. Біз балаларымызны рус зынданларында отырмаға остырмедік. Біз ece күндіз бақып балаларымызны, оларға ана баба sevgisini ашлап, оларны хата қазалардан, қасталықлардан қорчалап, sevip остырдық біз оларны. Не үшін бүгін біз оларны бақытлы олғанларны көрамайық? Не үшін бүгін кене бұл әдәлетсізліклеріні көреміз? Біз бұл шейлерге іч разы дігілміз. Привели, кого знайшли. Під виглядом китайської делегації туристичну привабливість окупованого Криму оцінювали торговці з московського базару. Це з'ясували журналісти російського видання «Медуза». Окупаційне міністерство туризму пригощало делегатів вином, водили їх туристичними місцями та проводили спільні засідання. Виявилося, що двоє псевдоделегатів є співвласниками китайської фірми, яка шиє шкіряні куртки та взуття. Ще один є членом асоціації воз'єднання Росії та Китаю. Представники китайської діаспори в Москві повідомили журналістам, що всі троє продають одяг та взуття на гуртових ринках російської столиці.
В Україні найвищі добові показники захворюваності та смертності внаслідок COVID-19. Вперше за час пандемії зафіксовано 16 669 нових пацієнтів. Ще 6748 людей одужали, а 362 померли внаслідок хвороби. Поширення вірусу можна зупинити, утворивши колективний імунітет. А для цього необхідна вакцинація, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я. За словами заступника міністра Ігоря Іващенка, жодних системних ускладнень після щеплень не встановлено. За місяць виявлено лише 3 випадки, коли щеплений пацієнт потребував лікарського нагляду. Загалом за період розгортання вакцинальної кампанії в Україні було проведено 155 587 щеплень. На сьогодні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцин. Мова передусім іде про головний біль, тимчасове підвищення температури в тому. Хочу відмітити, що це передбачені реакції і побічні ефекти на застосування вакцин, які тільки доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь. А в окупованому Криму виявили 93 нові випадки COVID-19. За даними окупаційної влади, 7 людей померли внаслідок хвороби. Окупанти гатили з мінометів 120-го калібру в бік наших позицій біля Водяного, що на Приазов'ї. Поблизу Шумів та Авдіївки застосували гранатомети різних систем, а в районі Богданівки та Лебединського відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойових втрат в лавах українських захисників немає. Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському та Авдіївському напрямках. Традиційно провокації супроводжувались інтенсивними інформаційними атаками, спрямованими на дискредитацію Збройних сил України. 24 березня передові підрозділи Збройних сил України зафіксували проведення інженерних робіт поблизу Водяного у напрямку передових позицій наших захисників. Благодаря кому пришел к власти новый хан Инаят Герай? И почему он с первых дней повел антиосманскую политику? Нам сегодня мало известно о частной жизни Инаята Герая. Однако, судя по его поступкам и отношениям к подданным, можно судить, что на этот раз Крымское ханство получило перспективного правителя. Он не стал ломать всю систему управления в государстве, менять людей на ключевых постах. В первую очередь он ценил профессионализм. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 27 марта, в 17:35 по киевскому и 18:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай. Часть 1. Озым өзіме әм аким, әм лұқман әким. Кендім кендіме құтылыш, тәселі де озым. Алдым дереже, әнімні бойымны өлчедім. Озым озымны 5 ененен орып қойдым. Дақ топесын ортмек üçün керек неже томалақ. Юнны ағартсаң дінсең, епім olacak yumuşak. Bak, güneşke aldanıp dağda açtı ağbardağ. Onun başına daha nice karlar yağacak. Hardan ap-aq uzak bayırının topesi, kış ayının cilvesi ağbardağ kokusu. Ordum ozumnu ve soktum, tomalak ettim. Umut dünyasıdır bu. Umut dünyası.